Добрый день, уважаемые слушатели! Мы начинаем торжественную встречу с научными руководителями Томского национального исследовательского медицинского центра в рамках мероприятий научной школы медицинского наставничества Министерства Республики Бурятия, посвященных столетию образования Республики Бурятия. Давайте же поприветствуем наших гостей. Карпов Ростислав Сергеевич, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного направления Томского национального исследовательского медицинского центра, научный руководитель научно-исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра. Пузырев Валерий Павлович, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Томского национального исследовательского медицинского центра, научный руководитель научно-исследовательского института медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра. Попов Сергей Валентинович, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра. Бохан Николай Александрович, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского института психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра. Чаньзонов Евгений Илхамат-Сиренович, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра. Жданов Вадим Вадимович, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского института фармакологии и регенеративной медицины Гольдберга Томского национального исследовательского медицинского центра. Под ваши бурные аплодисменты. В ходе нашего мероприятия состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Бурятским государственным университетом имени Даржи-Банзарова и Томским национальным исследовательским медицинским центром. Затем перед студентами, ординаторами, преподавателями медицинского института и представителями здравоохранения наши уважаемые гости выступят с лекциями по актуальным вопросам прикладной медицины. Ну что ж, а сейчас слово для приветствия предоставляется ректору Бурятского государственного университета имени Даржи-Банзарова Дамдинову Алдару Валерьевичу. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие студенты, ординаторы. Я думаю, сегодня действительно день, который войдет в историю Бурятии, в историю медицины, здравоохранения Республики Бурятия. Встреча и с нашими уважаемыми почетными гостями, ну и, конечно, с нашим дорогим земляком Евгением Царевичем. Давайте поаплодируем и поздравим Евгения Царевича. Буквально только что глава республики вручил ему медаль Агвара Даржиева. Сегодня, на самом деле, уже с утра работа проводится, и мы уже обсудили очень многие направления сотрудничества между Бурятским государственным университетом, медицинским институтом и Томским научно-медицинским центром. И вы знаете, наверное, что новость последних дней, которая очень активно уже обсуждается в средствах массовой информации, буквально позавчера у нас в этом зале присутствовал Валерий Николаевич Фальков, и мы говорим о строительстве Межурского кампуса Байкал, название уже есть, политическое решение уже есть о строительстве. И очень важный момент здесь это то, что более половины учебных площадей будет отдано под строительство медицинского института. Но здесь стены очень важны, конечно, да, но очень важно и наполнение, содержательное наполнение, какие лаборатории появятся, над чем будем работать там. И, конечно же, это преподаватели, это научные сотрудники. И вот сегодня у нас был такой предметный разговор. Спасибо, Валерий Павлович, вам, всем, Александру Сергеевичу, за вот ту мудрую поддержку, за те слова, которые были сказаны сегодня. И в результате вот этого разговора уже утреннего мы решили, что нужно подписать все-таки соглашение
сотрудничестве между уже Бурятским государственным университетом, нашими коллегами и в рамках уже развития кампуса, развития науки. Нужно отметить, что, конечно, сегодня Бурятский государственный университет очень активно развивается, у нас достаточно много проектов. Мы в прошлом году принимали участие в приоритете 2030 и направление Байкал Биофарм, все, что связано с развитием нашей Центра восточной медицины, все, что связано с развитием восточной медицины, как раз сегодня это тоже обсуждалось в рамках встречи с главой Республики Бурятия. И эту тему мы точно будем продолжать. Работа будет продолжаться не только сегодня, но и завтра. Завтра по разным направлениям поедем и будем рассказывать о наших перспективах развития. Поэтому, конечно, сегодняшняя встреча, она такая, наверное, очень важная. Я шучу, столько академиков медицинского направления на квадратный метр в Бурятском госуниверситете еще, наверное, не было. И для наших студентов, наверное, это тоже вот послушать светил медицинской науки, послушать самые передовые технологии, все, что происходит на стыке уже науки, современных медицинских технологий. Ну и самое важное, наверное, это вот отношения, добрые отношения. И всегда подчеркивается о том, что здесь, в Бурятии, очень много учеников, очень много людей, которые получили образование, получили степени в Томске и стали работать уже в Бурятии. Поэтому это, наверное, действительно хорошая такая встреча, я очень надеюсь, будет дружеская такая встреча, по результатам которой мы продолжим сотрудничество. Поэтому еще раз давайте, коллеги, поаплодируем, поприветствуем наших дорогих почетных гостей. Сегодня мы вас поэксплуатируем еще с трибуны. Да? Ну а сейчас подписание соглашения. Для подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области медицинской науки и высшего образования между Федеральным государственным бюджетным научным учреждением Томский Национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова состоится подписание соглашения. Ответное слово предоставляется Пузыреву Валерию Павловичу, академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, научному руководителю Томского национального исследовательского медицинского центра, научному руководителю научно-исследовательского института медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра. Дорогие коллеги, длинное название академической должности, которую здесь назвали, она не в заслугу мне, а в заслугу огромного числа ученых, которые работают в 5 институтах, объединенных в Томский исследовательский научно-медицинский центр. Это большая история, долгая история, наверное, она где-то глубже, чем мы предполагаем. 1979 год, когда появился первый институт онкологии, затем институт кардиологии, затем институт психического здоровья, институт медицинской генетики и так далее. И вот мы со всеми помыслами, с которыми создавался Томский научный центр, а он создавался с тем, чтобы Сибирь на самом деле прирастала знаниями, богатствами, успехами, достижениями. И, конечно, самым равноправным членом Сибири является Бурятия, которую томичи особо выделяют и любят. Вы создавали в свое время здесь филиалы институтов нескольких,
развитие экономическое помешало нам их сохранить должным образом, но мы обсуждаем и эту проблему и не оставляем надежды на то, что мы сможем какие-то филиалы наших институтов организовать здесь. Есть перспектива сотрудничества по подготовке кадров, о котором мы обсуждаем вот эти вот уже вторые сутки с министерством, с правительством, с губернатором, главой администрации вашей республики. У нас есть громадье планов, и которые совпадают на 100% вместе с вашими интересами. Это наша общая цель, наше Отечество. Мы патриоты, мы преданные нашей отечественной науке. Я думаю, у нас все получится. И я желаю и вам, и нам на этом пути успеха. Спасибо. Большое спасибо, Валерий Павлович. А мы приступаем к не менее важной части нашего мероприятия. За выдающийся вклад в развитие высшего медицинского образования и подготовки высокоспециализированных кадров в Республике Бурятия академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, директору научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Чайнзонову Евгению Лхмацереновичу присваивается почетное звание «Заслуженный профессор Бурятского государственного университета имени Даржи-Банзарова». В церемонии вручения диплома о присвоении звания профессорской мантии приглашается ректор Бурятского государственного университета Алдар Валерьевич Дамдинов. Сюда. Мы приступаем к нашей научно-образовательной части. Слово для выступления предоставляется Карпову Ростиславу Сергеевичу, академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, руководителю научного направления Томского национального исследовательского медицинского центра. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. И прежде всего позвольте выразить сердечную благодарность президиуму нашей замечательной встречи, всем участникам конференции и, конечно же, каждому медицинскому работнику, всем, кто занимается улучшением здоровья здесь, на востоке нашей страны, в Республике Бурятия. Порой, наверное, все же не в простых условиях, и климатогеографических, и производственных. Ну, конечно, я вот узнал, что здесь замечательная студенческая аудитория, это особая аудитория, с которой я общаюсь уже как преподаватель около 60, а может даже и более 60 лет, поскольку я выпускник Сибирского государственного медицинского института, Томского медицинского института 1960 года. Ну вот, уважаемые коллеги, мы, наше поколение, является свидетелем выдающихся достижений, внедрением самых современных технологий, диагностики, профилактики, диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И многие страны мира достигли замечательных успехов в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот в Российской Федерации и заболеваемость, и инвалидизация, и смертность от сердечных заболеваний нарастает в последние десятилетия. И это не может нас не волновать и, конечно же, требует соответствующего внимательного анализа и внимания огромного
огромного внимания далеко не только врачебной аудитории, но, конечно, и власти, всего населения нашей страны. Вот об этом мне хотелось бы и поговорить. Но вот, коллеги, начать свой доклад я хотел с этого исторического слайда. Это вот аудитория, актовый зал Томского, тогда Императорского университета, и выдающийся клиницист, основоположник Сибирской школы терапевтов, курортологов, фтизиатров Михаил Георгиевич Курлов выступает с актовой лекцией «Современный бич человечества. Туберкулез». Да, действительно, ведь тогда молодые люди умирали от туберкулеза. Это была большая проблема того времени. Это была проблема и вызов медицине, и медицинской науке. И вот смотрите, в это же время практически, в начале века, появляются первые выдающиеся открытия в кардиологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Это прежде всего Коротков, просто врач-хирург. И вот он изобретает метод Короткова определения артериального давления, которым мы сейчас с вами пользуемся, и весь мир этим принципом пользуется. А дальше студенческая молодежь, посмотрите, 1909 год, выпускники Императорского университета вообще не знали, что такое инфарктный атак. Но описали-то его первые в мире кто? Наши, русские ученые. Василий Парменович Образцов и Николай Дмитриевич Стражевский. А 1912 год – это вообще открытие, на котором основывается вообще все, что сейчас мы делаем в борьбе с атеросклерозом. Холестериновая теория атеросклероза. И опять же, это наши российские ученые. Видимо, тогда уже прогнозировалось, что следующая проблема – это проблема сердечно-сосудистой патологии. И вот эти цифры, они немножко, может, даже устарелые уже не 17,5, а 18 миллионов умирает от сердечно-сосудистой патологии. От онкологии, рак, порядка около 9 миллионов уже. А туберкулез 1,5 миллиона. Да, наука и медицина во многом справилась с туберкулезом. Но по-другому стали расставляться акцент на сердечно-сосудистые заболевания. И многие страны мира, увидите вот эти нижние кривые, это Западная Европа, это Соединенные Штаты Америки, ведь справились во многом с этой патологией. А вот нам-то особенно похвастаться, к сожалению, нечем. Вот эти цифры, я специально привожу несколько устарелые слайды, кто занимается цереброваскулярной патологией, может быть, скажет, сейчас мы с открытием сосудистых центров после коронавируса добились лучших результатов, но все равно отстаем, коллеги. Посмотрите, какая разница. Какая разница, вот в чем проблема, как быть, что делать. Уж вопрос, кто виноват, не будем ставить, наверное, лучше что делать. А ведь мы знаем, что делать. И вот возникла концепция факторов риска как научная основа профилактики и управления сердечно-сосудистой заболеваниями. Действительно, мы не знаем, много еще не знаем, от чего они происходят, но мы, в принципе, многое знаем, что делать. А как это опять исторически возникло? Вот в центре вы видите седовласый, несколько выступающий, замечательный кардиолог Поль Уайт, большой друг России был, Александра Ильича Мясникова, золотой стетоскоп тогда Мясников получил. И вот он собрал весь интеллект терапевтический Америки, и они решили сделать вот этот эксперимент, небольшой город Фермингам, и посмотреть все же, как развивается патология, полный срез здоровья американцев этого города. И вот стало ясно, что, в общем-то, мы нарушили образ жизни. Современный человек. Появилась артериальная гипертония, гиперхолестеринемия. Вот это два фактора, на которые сейчас мы должны обязательно воздействовать. И сейчас интенсивный подход, и если мы можем им управлять, на 73% мы снизим патологию, вот эти исходы в виде инсультов и инфарктов.
Ну, я не буду все перечислять, вы прекрасно знаете, это еще злосчастное курение, с которым мы тоже ничего не можем делать и так далее. В этой аудитории вряд ли надо это расшифровывать. Появились много новых факторов риска. Об этом, может, мы еще и поговорим. И вот дальше, как они распространены. А вот самое это печальное, что у нас мало людей с одним фактором риска. Он и курит, он и гипертоник, у него холестерин высокий. И еще и алкоголь употребляют в безмерном количестве. По-нормальному медицина не возражает. И вот когда сочетаются эти три фактора риска, то получается что? Геометрическая прогрессия колеи. А вот, к глубокому сожалению, у нас таких результатов нет. А это ведь далеко не развитая провинция Российской империи, Карелия, Финляндия. Но что там важно? Вот это очень важный фактор. Само население заставило власть запустить эту программу. Не власть, не от нее исходило. Они опечалились тем, что они хуже, чем Соединенные Штаты Америки. И стали бросить курить, следить за давлением холестерина. И вот такие замечательные результаты показали нам пример. Мы взаимодействовали с Пека-Пушком, у нас были тоже хорошие программы, которые мы вместе, кстати, и с Бурятией выполняли по борьбе со состоянием гипертонии. А вот дальше я буду уже ближе к нашей Сибири, к нашему Томскому центру. Вот это постановление, которые легли в основу создания абсолютно уникального радиологической службы Советского Союза. Евгений Иванович Чажов под его руководством создана служба, которой нигде в мире никогда не было. И вот последнее постановление, оно особенно нам близко, поскольку в 1979 году вышло постановление о дальнейшем развитии медицинской науки в районах Сибири и Дальнего Востока. И там было записано создание в Сибири филиала. Ну вот так сложились обстоятельства, наверное, заслуги наших предшествующих поколений, что Томск оказался победителем, хотя претендовали многие другие города. И вот 1979 год, он самый главный для нас год. Открытие первого института онкологии. И вот этот приказ, подписанный министром здравоохранения, академиком Борисом Васильевичем Петровским, где было сказано, что мы должны осуществлять научно-методическое руководство формирующейся кардиологической службой не только Сибири, но и Дальнего Востока. Но, откровенно говоря, когда мне пришлось этим заниматься, ну что я? Первый год заведующий кафедрой, правда, исторической, Курловской кафедры, Яблоковской кафедры. И мы подумали и поняли, что без создания какой-то программы, объединяющей нас всех, без привлечения всего сибирского интеллекта, мы не решим эту проблему. Появилась вот эта программа РАНМЭКС, разработка организационный научный метод повышения эффективности кардиологической службы в Сибири. Здесь была эпидемиология, здесь, конечно, экспериментальная кардиология, фундаментальная кардиология, клиническая кардиология, хирургия, кардиохирургия и реабилитация. И в рамках этой программы мы стали работать. И вы знаете, я просто с гордостью показываю эти портреты, что я был счастлив с ними общаться и вместе работать. Это выдающиеся врачи, ученые, педагоги, моего времени, того, 70-х, 80-х годов прошлого столетия. И здесь вы многих, конечно, знаете, многих, может, нет, но все это они в основном были заведующими кафедрами, терапевтическими, которые унаследовали все лучшие традиции российской классической терапевтической клинической научно-клинической школы, понимали, что без развития профилактических программ, без эпидемиологии, без того, чтобы мы знали и могли как-то статистически хотя бы управлять ситуацией, решить проблему нельзя. И вот появились вот эти многочисленные программы, которые мы вели в течение, это старый слайд, более, конечно, 30 лет, вы видите те города, где все это происходило. На этом слайде вы видите те программы, которые были. Особое значение сыграла, конечно, программа артериальной гипертонии. Мне приятно показать вам, что здесь достойное место занимали Бурятия, Улан-Удэ, принимали участие. Я помню одно из посещений Центра профилактики.
И я увидел, что он, во всяком случае, лучше, чем в Томске был в то время центр профилактики. То есть республика работала в этом направлении. Какие-то достижения у нас были, появились специфические факторы риска. Конечно, это и вахтный способ труда. И нас заставило это буквально организовать соответствующий отдел сначала нашего института, потом филиал в Тюмени. Сейчас это хороший, полноценный, технологичный, кардиологический тюменский центр. И он, кстати, 6-й институт нашего центра национального исследования. Мы тоже гордимся такой составляющей нашего центра. Конечно, коллеги, вот для Бурятии, наверное, это очень важный, интенсивный процесс вовлечения урбанизации, да? И отказ от традиционного образа жизни. Отказ от традиционного образа жизни. Конечно, эти факторы нельзя не учитывать. Но сибирские кардиологи, они в какой-то мере были пионерами в России по изучению роли психосоциального фактора. И вы посмотрите, какие показатели. Здесь было взято 2 города, 3 города, Томск, Новосибирск и Тюмень. Какая степень выраженности тревожности. А за этим посмотрите, какая связь с относительным риском развития особенно артериальной гипертонии и инсульта. А в какое время мы с вами живем сейчас? Этот ковид, который привел к срыву, депрессию, психологического статуса и последующие мероприятия, которые сегодня, конечно, играют колоссальное значение, этот фактор, он мимо кардиологической патологии не может просто пройти, это уже доказано. Ну, наверное, вот больше всего мне хотелось остановиться на этой программе. Она, СССР, Российской Федерации, в ней принимали участие наряду с Томском из сибирских городов Красноярск, Омск и Кемерово. И посмотрите вот на эти цифры. Это 12-й год. Потом был еще 17-й год и 22-й, но 22-й еще не подведены итоги. Посмотрите, половина фактически, извините, населения, да, я все думаю, что здесь указ стоит, население 50,7% мужского страдает. Официальная статистика в тот период всего 5%. Откуда же они будут охвачены чем-то? Они просто и не знают о своей гипертонии. А те, кто знает, смотрите, как лечится, смотрите, каких цифр достигает. Это абсолютно доказано, только достигнув целевых уровней мы сможем как-то повлиять. А вот следствие гипертонии и других факторов. Атеросклеротические бляшки. А что значит атеросклеротическая бляшка в сонной артерии? Это мозговой инсульт. Меня может поправить специалисты здесь. 43% я недавно прочитал. Причин инсульта от наличия атеросклеротического поражения сонных артерий. Вот кандидаты-то. А мы же можем управлять. Мы же можем управлять. Показано просто, какая связь фактор риска с этим. А мы можем, а как мы управляем, посмотрите, как мы, частота употребления, применения статинов, а уже если говорить о частоте достижения целевых уровней, а сейчас ведь как, ну, американцы уже открыто говорят, чем меньше холестерин, тем лучше. Ну, наверное, до каких-то пределов, но там дают предел меньше единиц, между прочим. Предел. Поэтому есть определенные нормативы, врачи знают нормативы. Конечно, должны пользоваться нормативами, но вообще вот этот тезис, чем меньше, тем лучше. И если 1,5 ммоль на литр, то атеросклероз, пишут так. Не будет, если на всей протяжении жизни был бы такой холестерин. Ну, это, как говорится, на совести того, кто написал. Вот частота встречаемости отдельной градации фатального риска. Ну а как он может быть иначе, таблица скорой? Как она может быть иначе, если мы ничего серьезного-то не делаем? Ну разве прав я был бы? И, наверное, обидел бы всю солидную врачебную присутствующую здесь аудиторию, что мы ничего не делаем. Да делаем, конечно. Но ведь проблема еще в чем? Делать-то должны не только медицинские работники, коллеги. Как бы мы ни упирались с вами, не решим мы эту проблему. Мы решим проблему высоких технологий. Решим, если нам дадут средства, дают оборудование, мы решим это. Это уже доказано, что мы решаем прекрасно медицинские работы. А управление здоровьем – это дело всего сообщества, прежде всего населения, культуры и нашей власти.
особый акцент дается сейчас на региональную власть. Вот началом региональной власти должны развиваться все программы. Вот внедрение этой программы, целевой программы профилактики лечения артериальной гипертонии в Российской Федерации, мы очень много решили. Ведь когда стала падать смертность, первое, пить стали меньше, антиалкогольная была компания 85-86 год. Неразумная она была, но факт есть факт, пить стали меньше, стало меньше умирать. А второе, когда мы стали управлять артериальной гипертонией, это тоже абсолютно доказанный факт. Так что работали мы, работаем. Ну и посмотрите, и, в общем-то, и факторы риска стали снижаться. И в мужской и в женской популяции холестерин стал меньше. Вот курение. Мужчины стали меньше курить, но да, мы стали догонять мужчин. Почему? Женское курение увеличилось. Ожирение. Женщины стали меньше. Стали бороться с ожирением, а мужчины стали больше. А дети, мальчики и девочки, ведь вот где проблема закладывается. А это у нас сразу закладывается атеросклероз, артериальной гипертонии. Поэтому как мимо этого мы можем проходить? Поэтому, ну, артериальной гипертонией мы стали более-менее лучше управлять. Уважаемые коллеги, конечно, сегодня во врачебной аудитории говорить только о профилактике и не говорить о роли нашей с вами внедрения высоких технологий, это совершенно неправильно, абсолютно доказано. Вот возьмите две страны. Германия, они сделали уклон на высокие технологии и резко снизили. И второе, это Англия. Они сделали акцент на профилактику. И приблизительно в одинаковой степени добились хороших результатов. Но лучших результатов добились те, которые и тем, и другим занимались. И сейчас в Англии, конечно, очень хорошие высокие технологии широко внедряются. Ну вот, вместе с тем, вот этот слайд показывает, что самая главная проблема все же ишемическая болезнь сердца. Извините за его качество. Я его перед лекцией взял. Вот проблема, с которой, конечно, мы боремся, частично справляемся. И здесь, несомненно, высокие технологии имеют значение. И первой проблемой была, конечно, острый коронарный синдром, тогда такого термина и не было еще, но острый инфаркт миокарда. Но ведь это было время, когда уже роль атеротромбоза в происхождении инфаркта миокарда была абсолютно доказана. И когда же, опять же, российские ученые были первыми. Ведь тромболизис, внутрикоронарный тромболизис, впервые в мире проводит группу под руководством Ивана Чарова, 1975 год. И поэтому уже с первых лет работы мы понимали, что вот внедрение, только внедрение тромболизиса поможет нам в какой-то мере справиться с этой патологией. И уже с первых дней работы мы начали делать системный тромболизис. Валентин Алексеевич Марков, профессор, предложил вот эту половинную дозу стрептокиназы. А что это значит? Это уже не капельно, это уже струйно можно, полюсно вводить. И он впервые в России ведь начал догоспитальный тромболиз. А что такое догоспитальный тромболиз? Вот проведены недавно были исследования. Группа догоспитальный и госпитальный. Даже анализ, что случилось через 10 лет, показал, что там, где догоспитальный, там достоверно ниже все показатели. По сравнению с там, но ниже смертность от инфаркта миокарда. Поэтому, а дальше появилось черезкожное вмешательство. Черезкожное вмешательство, сибиряки опять были активными. Я был тогда главный кардиолог Сибирского федерального округа, и лучшие показатели были в Сибирском федеральном и Уральском федеральном округе. Ну, потом, конечно, Москва нас обогнала, естественно, но в какой-то период времени мы лучше всех внедряли. Но в то же время Валентин Алексеевич Марков стал говорить, что не можем мы так активно говорить, что всем черезкожное вмешательство. Ну как в Бурятии всем сейчас черезкожное вмешательство сделать в течение 120 минут? Невозможно. Поэтому он активно стал разрабатывать фармакоинвазивную стратегию. И сейчас уже даже те, кто его жестко критиковал, что ЧКВ решит проблему, все поняли, и за рубеж понял.
французские исследования, в Канаде, фармакоинвазивной стратегии. То есть, если не можешь быстро сделать, введи быстро тромболитис. А потом обязательно, конечно, надо сделать коронарографию и довести дело до стандарта. Вот поэтому я с благодарностью всегда говорю о Валентине Алексеевиче Маркову. Как-то подзабыли, даже мне как-то неприятно. Публикуют статьи по фармакоинвазивной стратегии. Ссылки в литературе его нету нигде. Порой. Это неправильно. Уважать друг друга. Вот смотрите, коллеги, как двигалось процесс. 40%. Да, когда я начинал в те годы, я уже вам сказал, что начало 60-х годов, почти половина умирала в клинике. А сейчас? Сейчас, ну, в среднем, наверное, я, не буду искать, если это ковидный период, 8%, ну, 9% в стационаре квалифицированы. А если первичный, 5,6%, ну, статистика. То есть добились мы больших результатов благодаря современным технологиям. И вот сегодня в этой сибирской нашей аудитории я не могу не говорить о интервенционной ритмологии. Это очень важное направление. Какая очередная эпидемия нашего 21 века? Фибрилляция предсердия. А кто борется с фибрилляцией предсердия? Интервенционные аритмологи. А кто вообще закладывал всю интервенционную артиологию в СССР? В числе 2-3 человек Викентий Евгеньевич Пекарский, начальник сибирской, учитель Сергея Валентиновича Попова, который блестяще развивает это направление дальше. И вот в Томске было создано первое в стране отделение электрокардиостимуляции вспомогательного кровообращения. Его активно развивался Викентий Евгеньевич Пекарский. Последующий стал Сибирский федеральный аритмологический центр у нас. И Сергей Валентинович объездил всю Сибирь, всю Россию, наверное. Там и Белгород, и Краснодар, где он проводил первые операции, где он устанавливал наше томское уникальное оборудование, которое электрофизиология, лечение приводит. Кстати, и в Бурятии он был, и в Бурятии оперировал первые операции. Но не все состоялось. Не по вине нашей и вашей, наверное. Денег не хватило, как всегда в России, матушки. Но возродить это можно, вполне можно. Поэтому, а вот смотрите, как раз я коснулся Сергея Валентиновича, ведь он первый в России начал оперировать маленьких детей до года. Никто ж не спасал с помощью этого оборудования. Первые операции, причем оборудования не было, оно в какой-то мере приспособленное было. И вот сегодня по лечению детей раннего возраста, а это предупреждение жизнеопасных аритмий, внезапной смерти, Томск лидер. Ну и когда мы начинали, коллеги, не было детской кардиологии в СССР в целом, современной детской кардиологии не было. И было понятно, в 90-м году было первое как раз детское отделение, которое потом превратилось в центр детского сердца, и сегодня все технологии современные, самые современные кардиохирургия в самом раннем возрасте, и детская аритмология, и детская, конечно, кардиология, это объединение, опять же. Ведь сегодня только объединение решает. Ведь один врач много не может, коллективное мнение кругом. И здесь специалист ультразвука ставит диагноз. Специалист-кардиолог вместе с кардиологом. Специалист эндоваскулярной хирургии, а первые эндоваскулярные вмешательства при врожденных пороках сердца были выполнены Виктором Ивановичем Варваренко, нашим научным сотрудником. Первый в России. И, конечно, кардиохирургии. Ну а возможность томской кардиохирургии Евгения Владимировича Кривощекова, которому из Москвы со всего Союза едут дети, тем, конечно, тоже известно. Я не могу пройти мимо вот этого технологии радиочастотной деструкции симпатической новоцепочечной артерии, снижения. Вы видите, это любая рефрактерная гипертония может быть вылечена с помощью этой технологии. Но вот, коллеги, стоит перед нами, ставит власть вот такие
непростые очень задачи. Как достигнуть этих цифр? А мы должны это сделать. Конечно, вмешалась вот эта ковидная инфекция, которая все изменила. Изменила течение болезни, изменила возможности помощи больным и так далее. И вы видите, как снижалась смертность от болезни крови, и как она всплеск снова. Так если бы только это всплеск, вот те факторы, которые влияют, и те носители этих факторов, они тяжело переносят, и смертность средняя гораздо больше, это видите на этом графике. То есть проблема возник новый вызов, коллеги. Вызов прошлого туберкулез, вызов прошлого, ближайшего, настоящего сердечно-сосудистых заболеваний, а сейчас еще прибавилось новые вирусные инфекции. Я этот слайд привожу не случайно, коллеги. Ведь полипрагмазия – это проблема нашего времени. Видите, тут не только огромное количество применяет препаратов одновременно, 16 и больше препаратов. А что это такое? Павлов Иван Петрович говорил, это фармакологическая мешанина. Ну, может быть, это устарело, это термин. Тогда это мензурка все делали, мешали. А сейчас это специальные полипилюли. И самое главное, посмотрите вот эту цифры применения лекарственных средств, неоправданных лекарственных средств, которые необоснованных лекарственных средств, ПНР. Большое количество, то есть можно решать проблему полипрагмазии. Есть соответствующие подходы, не имею времени останавливаться, в частности, вот эти критерии разработаны на Западе эти подходы. А в этом есть, прежде всего, надо еще более внимательно вернуться к этой популяционной стратегии, воздействия на факторы риска популяции в целом. Смотрите, эффективность самая высокая и самая дешевая. Факторы риска выделить группу высоких, с высоким наличием факторов риска. Конечно, эффективность значительно, хотя и меньше, но уже дороже. А то, чем мы в основном занимаемся, вторичной профилактикой, лечением самыми высокими технологиями болеющих людей, эффективность меньше. Но сейчас уже выравнивается, развивается технология. Но это сумасшедшая дорогая вещь. Это только всем дорогое искусство. Вот как в мире здесь стран распределяется, как вы видите, синий столбик – это вклад лечения, а желтый столбик – это коррекция фактора риска. Поэтому приближается к 50 на 50. Но я недавно читал Стародубова Владимира Ивановича, такую статистическую страну, на что мы рассчитываем. По-моему, 36% ставки делается на высокие технологии, где-то 15,5% только на то, на что надо бы ставить ставку, на популяционную стратегию. Не буду останавливаться на этом слайде. Евгений Владимирович, кто предлагает регионам все же посмотреть, в какой возрастной группе, на что надо фиксировать внимание. Ну, понятно, что в 18-30 лет, может быть, не надо на атеросклероз ставить ставку. Там другая патология. Ну, а дальше, это, конечно, надо учитывать. Ну, а вот это обязательно надо учитывать. Посмотрите, тут можно найти Бурятию, где красненькие выделены, а рядом через одно. Это Бурятия. Видите, вот если красный – это острый коронарный синдром, если Красноярский край, очень значимо. В Бурятии более значима хроническая патология сердца, хроническая ишемическая болезнь и цереброваскулярная патология. Так статистика говорит, я не знаю. Это, так вот это. Ну, наверное, должна на это обращать здравоохранение, на что расставлять акценты в обязательном порядке. Ну, это очередной игрок, коллеги. Вот появилась новая разработка, вся мировая практика пользуется, скоро 2. И когда стали смотреть нашу российскую популяцию, это еще не больные люди, то ведь они все красные, они все тяжелые, факторы риска, бордово-красный цвет. Поэтому на недавнем докладе академика Драбкина и Александра Михайловича, главного терапевта, было сказано, что для российской популяции, к сожалению, эта таблица не подходит. Да, стратегию риска нужен, и нужны таблицы, и вы ими пользуетесь частично, да, кредитотонии пользуетесь. Надо, конечно, разделять популяцию на стратегию риска. А вот этот портрет я специально показываю, коллеги. Это профессор Лиденберг.
Нобелевский лауреат. И вот какой он сделал прогноз нам, что вирусная инфекция – следующий вызов человечеству. И мы с вами сейчас это переживаем. Поэтому, конечно, сердечная патология никуда не ушла и не уходит. Но не учитывать вот этот новый вызов, что он все изменил, что все по-другому стало. И мы это делаем, конечно. Это необходимо. Ну, а закончить я все же хотел привлечь аудиторию к врачу. Ведь центральная фигура медицины всегда есть, был и будет врач. Какой он образованный, какой он внимательный, какой он по призыву душе пришедший в образование, что не всегда, к сожалению, бывает. Вот от этого многое зависит. Но ведь положение-то его крайне тяжелое. Я вот не знаю, смог ли я бы работать в первичном звене. Ведь столько нагрузили. Недавно бойцом говорю, что рекомендации, 4-томник по войне нет. Вот соответствует, ну как врач все это повседневно? Конечно, должны развиваться цифровые технологии, наверное, искусственный интеллект, который никогда не заменит доктора. Вместе с тем, и геномные технологии, мультигеномные и так далее, и так далее, и так далее. Все это сложно, но все это прогресс. И мы уйти от этого не можем. Поэтому все это должны осваивать. Мы должны жить в ногу с жизнью, и мы стараемся это делать. Ну, закончить, давайте вот этими словами. Здравоохранение – это не только эффективный метод диагностики и лечения, состояние больниц, скорой помощи. Это, прежде всего, врач, его знания, и не менее важно его способность к врачеванию. Большое спасибо за внимание. Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, в конце выступления вы можете задать их выступающим. Ну а сейчас приглашаем для выступления Пузырева Валерия Павловича, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, научного руководителя Томского национального исследовательского медицинского центра, научного руководителя научно-исследовательского института медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра. Уважаемые коллеги, вот название лекции «Медицинская генетика между прошлым и будущим». 30 минут попробуйте рассказать вам, что можно было бы под этим углом зрения глянуть на историю медицинской генетики. Портрет Василия Марковича Флоринского на обложке книжки, написанной на бусурманском языке, выпущенной в Кембридже пару лет тому назад, с и без Гальтона. Василий Флоринский и судьба Евгеники в России. Первая за рубежом изданная книжка. 666 страниц. Примерно полсотни страниц посвящено нашему институту медицинской генетики. Тоже редкое количество страниц за рубежом изданное. А вот рядышком слева, смотрите-ка, недавно, в прошлом году, по-моему, поставлено скульптурное такое сооружение. Вот стоит, это Василий Маркович. Сидит, это Дмитрий Иванович Менделеев. И это все на фоне Томского государственного университета. Вот это два выдающихся ученых. Один химик, другой медик, акушер-гинеколог военно-медицинской Петербургской академии. Два друга. Жили в Питере, семьями дружили, ходили друг к другу в гости. Бывал Менделеев в Томске и тогда, когда
создавалась и рождалась идея создания и открытия первого на востоке страны университета. И тогда, когда Менделеев уехал, развелся со своей женой из Тобольска, жена приезжала проветой, работавшего уже в Томске, Флоринского. Вот эта фигура Флоринской. Вот посмотрите-ка. Известнейший человек, работал акушер-гинекологом, писал книжки акушерского плана, занимался терапией. Книжка «Домашняя медицина», она выдержала 9 изданий, наверное, так же была популярна, как «Травники» все. И сегодня до сих пор книжки научные не читают, а «Травники» выпускают. Вот 9 раз выпускал эту книжку. Лев Николаевич Толстой ее читал, она у него была настольная. Он в Москве захворал и пишет записочку своей жене: Софья Андреевна, захворал, лечусь по Флоринскому. Он принимал роды у многих великих княжон. Блатной был акушер-гинеколог, известный. А чем он вдруг стал знаменит, что его стали вспоминать генетиков? Представляете, в 1865 году выходит книжка о совершенствовании врождения человеческого. 1865 год. Слова «ген» не существует. Говорят о каком-то задатке, говорят, что это наследственный задаток. А слова «ген» еще нет. Слово «ген» изобретет Бейтсон. То после того, когда будет придумано название науки, изучающей наследственность генетики. И тогда возьмут 3 первые буквы и назовут этот задаток геном. Флоринский составил свои физиологические законы, вот они так и называются в этой книжке, «Усовершенствование и вырождение рода человеческого», физиологические законы наследственности. Вот 6 законов этих я пронумеровал. В тексте они просто написаны подряд в свободном рассуждении. Там, ребята, что-то вы выключили? Перенесите этот ремонт попозднее. Уже нельзя процесс остановить. Сейчас зарисуйте, да? Можно еще позднее? Не это. Поставьте. Вот. Оставьте мне начало. Начало. Поставьте снизу. Я продолжу. Нет, не терпится. Он сколько еще звонит. Это другое. Значит, это знает тоже? Вот. И вот эти вот 6 пунктов были вытащены из большого текста в 180 страниц и перечислены вот таким. Если
сравнить с теми законами Менделя, которые были открыты в этом же году попом Грегором Менделем, но которые не были известны, а они были переоткрыты только в начале века, в 1902 году, то, по сути дела, абсолютное совпадение, за исключением двух моментов. Это четвертого, но какая мечта была у Флоренского, найти математическую закономерность передачи наследственной информации. Точно такую же задачу ставил перед собой Грегор Мендель. Он нашел этот ньютон бинома и распределение, частоту, вероятность распределения тех или иных вариантов сочетаний элементов геномного задатка, тогда геном не называли. А Флоренскому это не удалось. И последнее, 6 потомства передаются не только природные, но и воспитанные признаки. Наследование благоприобретенных признаков, за что, так сказать, критиковали всю нашу отечественную генетику Лену Лысенко. Все остальное полное совпадение. В 1865 году здесь, в России, были открыты эти законы физиологических исследований. В Брно, ныне в Чехии, были открыты законы Грегором Менделем, а в Лондоне Гальтоном был предложен термин вирикультура, который через 2 десятка лет был преобразован в термин евгеника. Послушайте, триумвират. Один русский, один там чех, наполовину немец, и англичанин. Но среди них наш основоположник генетики. Его так и назвали в этой книжке. Истоки медицинской генетики в России. Вот кто такой Флоренский. Это прошлое. Посмотрите. Молодой профессор, 27 лет, в 1888 году, в год, когда появились вдруг в Сибири первые студенты. Вот это первый профессор, который читал лекции первым студентам в Томске. Студентов в Сибири не было, лекции некому читать было, и вот первый профессор, 27 лет, читает лекции. И первая лекция, которую он читает, называется «Что такое жизнь?». Что такое жизнь? В 1944 году, в годы Великой Отечественной войны, Шрёдингер выпустит книжку «Физик», лауреат Нобелевской премии, с таким же названием. А затем таких книжек с такими названиями, статей «Что такое жизнь?» появляется очень много. До сегодняшнего дня, в прошлом году, я читал книжку «Что такое жизнь» Нёрса, лауреата Нобелевской премии, открывшего в свое время и получившего Нобелевскую премию за открытие генов клеточного цикла на дрожжах. Но термин и задача, сформулированная «Что такое жизнь», начато было Флоренским, в Томске. Человеком, которого называют заложившим основы медицинской генетики. Генетики вообще, истоком генетики. Вот это историческая личность. Чем интересен еще этот молодой профессор? Он был антидарвинист. Вот к этому времени Дарвин, вернувшись из путешествия, в том числе из Галапагосских островов, на Вике, прокатившийся по тем маршрутам, а Бигль в переводе на русский язык означает «ищейка», вот на этом корабле он приехал и написал свои труды. Сначала статья, потом книжка, где отработал концепцию, не он первый, но более полную эволюцию, концепцию эволюции. Градуированное, постепенное накопление полезных для индивидуума определенных популяций
качеств, фенотипических признаков и вплоть до формирования не только свойств организма, но и вида образования, с чем был не согласен Сергей Иванович Коржинский. Он был сторонником сальтационизма, то есть вид формируется в результате сальтации, большой макромутации. С ним дискутировал основоположник термина де Фриза, того де Фриза, который переоткрыл законы Менделя в 1902 году. Он в книжке «Мутагенез» около 30 страниц разместил рассуждения по поводу концепции сальтационизма Коржинского. Смотрите, русский человек вошел в историю антидарвиновской концепции. А что же получается сейчас? Сейчас никто не отрицает дарвиновскую теорию и концепцию, но считает все-таки, что созданный в викторианский период времени ее место сейчас при глубоком уважении в музее, потому что современные геномные исследования накопили столько информации, что, по-видимому, действительно существует целый ряд случайных событий, особенно в популяциях небольшого эффективного репродуктивного возраста, где распространение в дрейфующих, где в небольшого размера дрейф генов является основным ведущим событием. Любая случайность создает события для эволюции, для изменений, для накопления этих фенотипических затем изменений. То есть сейчас точка зрения контрдарвиновская, сальвационистская становится на равных правах с тем, о чем говорят Дарвин. И, по-видимому, геномные исследования, которые сейчас проводятся в том числе на человеке, и в 2025 году полное секвенирование генома будет достигнуто в размере 100 миллионов человек, 100 миллионов геномов. То есть по объему информации к 2025 году эти исследования, информация геномная, наследственная информация, превысит той информации, которая держит YouTube. То есть огромное, что с этой информацией делать, каким образом ее обрабатывать. Но все 1888 год зафиксировал несогласие с тогда принятой концепцией Дарвина. Писал еще интересные очень книжки. Вот тут 2 медали мне питерцы в свое время подарили, когда праздновали столетие, по-моему, образования в России кафедры педиатрии. Оказывается, он еще и создал кафедру педиатрии в военно-медицинской академии. И вот полковник, ассистент или доцент кафедры педиатрии военно-медицинской академии, как пришел ко мне в кабинет в Томске и дарит эти книги, благодаря за то, что я способствую распространению истории их любимого основоположника педиатрической кафедры. Вот спрашиваю сибиряков, а кто педиатр? Педиатрию как дисциплину, первая кафедра педиатрии. На уровне заведующих профессоров Флоренский не упоминает, не знает. Вот эта вот картинка, которую я хочу вам показать, и мне кажется, что это важно для вас, медиков, в том числе, сделать. Ее мой учитель Николай Павлович Бочков, академик, создатель и организатор после лысенковских времен Института медицинской генетики, который сейчас носит имя Центра имени Бочкова, назвал философией современной медицины, в одной статье опубликовал, чем порадовал нас. Понятно, что, так сказать, болезнь, здоровье определяется как наследственностью, так и средой. Мы знали про среду. Мы со времен Флоренского говорим. И наследственность тоже
имеет определенный смысл значения, но кроме этого термина и наследственность имеет, мы никогда не говорим. А вот, конечно, вот эта вот часть социальная медицина на стыке средовых факторов и социальных средовых факторов и здоровья и болезни, конечно, известна. Именно они, социальная медицина, нам дала продолжительность жизни, увеличилась, уменьшила младенческую смертность, профилактические программы, вакцинации, иммунизации, санитарно-гигиенические нормирования среды, безопасность, профпатология, профессиональная медицина и так далее. Все это понятно, все это так. Но вот на стыке наследственности и качества здоровья родилась совсем недавно, в 1997 году термин появился геномная медицина, предложенная Артуром Баде, французом по происхождению, работающий до сих пор в Штатах Америки. Социальная медицина и геномная медицина. И вот на стыке этих двух вариантов родилась, ну не родилась, но логично объединить термином персонализированная медицина и индивидуализированная медицина. Кто-то ее, доцент какого-то университета в Соединенных Штатах Америки, назвал бутик-медицина. Бутиковая медицина, как бутик французский войдете, там все есть. И шузы, и блузы, и парфюм, и чего только душе не угодно. Все, что воспитано тобой генетически, терминирует твои желания, все ты там можешь купить. Нужны только деньги, баксы. Все. И если эти баксы есть у тебя или у государства, которое обеспечивает твое желание, а в данном случае речь идет об медицинских услугах, о медицинской помощи, то вот это тогда и будет персонализированная медицина. О том, что наступила эпоха персонализированной медицины, преувеличение. Она не наступила. И перспектива ее скорейшего наступления не скорая. Вот они болезни. Хромосомные еще не родились, 60% выкидыш. Вот генетика. 60% выкидыш обусловлены хромосомными операциями, ну или другими какими-то. Моногенные болезни. К году практически проявляются все наследственные дефекты, которые есть. Ну, чаще всего. Это вторая категория болезней, моногенные. Ну и, наконец, самая большая категория болезней – это многофакторные болезни. Все наследственные болезни, включая хромосомы, это 4, 5, 6, 10%. Все остальные, которыми занимается современная медицина, это многофакторной природы болезни, мультифакториальные болезни. Ну, генетика, смотрите, младенческая смертность, она вот сколько составляет, спонтанных абортов, вот сколько, я называл 60, он там 40, 50. Умственной недостаточности, ну, приличной среди дебилов много, так сказать, причин генетического порядка. Слепота, 70% рожденных. Но где же редкие эти болезни, правда? Это те болезни, которые, конечно, должны привлекать внимание общих врачей с точки зрения части оценки наследственности. Среди болезней госпитализированных в педиатрической клинике 20-40%, над которыми больных, у 40% надо крепко думать, есть ли там генетика. Если есть генетика, то какая? Если есть какая, то каким методом диагностированы? 40%. Ну, поменьше она где-то госпитализирована среди взрослых, но когда вы берете совсем взрослых, Паркинсона, Альцгеймера, там генетика вырастает из значительных компонентов. И где думать и просматривать это, является чрезвычайно важным. В чем проблема? Две вещи скажу и на этом буду завершать. В чем проблема? Где их в генетике и в восприятии роли генетических факторов в развитии патологии человека? Первое. Надо знать, что наследственность включает в себя компоненту геномную наследственность, собственно наследственность.
социум, социальная наследственность. Ее называют сигнальная наследственность, там, мемы. Ричард Докинс ее называл мемы по аналогии. Ген, мем, мем. Вот как назвать признак, например, там, таланта музыкальности, художественный какой-то талант, или еще что-то. Его трудно описать, какими он свойствами обладает, так сказать, владением кистью, звуком, там еще что-то. Его называют мем. Вот это какой-то сложный признак. Мем. А наследственность генома, посмотрите-ка, это и ядерный геном, это и цитоплазматический геном, это дефекты генетически появляющиеся сразу де-ново или унаследованные от предков. Это все варианты разные, которые надо в медицине уметь классифицировать и дифференцировать и выделять. Структурная наследственность, которая каким-то образом объединяется общим понятием феном. И это следующая проблема, о которой я скажу. И вот в этом феноме, то, что и академик Карпов, Владислав Сергеевич, сегодня вспоминал, что такое феном. Да феном это то, что, так сказать, сейчас робко называлось совсем недавно коморбидность, континуум признаком. Но сейчас это вот проблема. Проблема – это коморбидность. Да еще разная коморбидность, прямо сочетающаяся и противопоставленная, защищающая одна болезнь другую. Ну и механизм эпигенетической наследственности. Эту эпигенетику сейчас рассматривают под таким углом зрения, под которым шестой пункт физиологических законов Флоринского совсем недавно осуждался как евгенический и опасный в своем клиническом мышлении. На самом деле некоторые механизмы эпигенетического наследования повторяют и подтверждают, по сути дела, то, о чем Флоринский в 1865 году упоминал. Вот термин появился «вольность генома». Не буду говорить обо всех этих вещах, а только лишь скажу, что прыгающие гены, мобильные дисперсированные гены, горизонтальный перенос генов, Нобелевская премия Барбары Клинтон, которая показала горизонтальный перенос генов, 40-50% генома человека включает в себя гены, которые приобрел человек при горизонтальном переносе. То есть это прыгающие, это гены дисперсированные, гены унаследованные от других видов при контакте с Homo sapiens. И вот эта вольность генома, которая позволяется клеткой, по выражению одного из физиологов, является чрезвычайно сложным феноменом, который является препятствием. Препятствием к легкому и быстрому решению вопросов генетики много сложно наследуемых признаков. Генетика не решает всех вопросов. На пути развития генетики стоит много сложных концептуальных вещей. И другое. Серебровский Александр Сергеевич в 30-х годах произнес фразу «он марксист, евгеник». Вместе с Мюллером работал он письмом Иосифу Виссарионовичу Сталину о том, что надо хорошо думать над евгеническими вопросами, которые позволят пятилетку не в 5 лет выполнять, а в 3 года, если соответствующим образом подобрать брачную пару, смастерить такую ассортативность, что это потомки этих врагов будут обладать теми нужными свойствами трудовой силы, которые приведет к построению коммунизма. Вот это тот Серебровский. Он выдающийся генетик. Это увлечение Евгеника. Евгений Генов
денег, а дисциплина, направление какое-то, направление размышления, метафизическая, так сказать, часть продумывания. Ну, он-то говорил о противоречии, диалектическом противоречии закона фенотипического проявления. Он говорил о бесконечности признаков, о бездне признаков. Их нельзя сосчитать. И конечности генов. Генов можно, человека 25-30 тысяч генов. Хотя тоже сложно. На каждый ген приходится в среднем там, по 10-15 полиморфизмов. Внутри гена вариабельность тоже присутствует. И эта вариабельность, оказывается, является причиной целого ряда клинических проявлений, если говорить о болезни. Значит, вот две вещи, которые осложняют генетикам жизнь, это мы пользуемся этими терминами. Вот нас поддержал профессор Голубовский, что термин действительно удачный. Вольность генома и Серебровского бесконечный признак. Мы до сих пор сами, клиницисты, не знаем, что такое признак. Проблема фенотипа, проблема признака – это глубокая теоретическая проблема, которую обсуждают до сих пор в общетеоретическом плане. А она нужна для того, чтобы решать некоторые генетические проблемы. Вот посмотрите, друзья мои, почти 20 лет назад я был здесь, читал вот эту лекцию. Вот в те годы примерно приехали, потому что буряты хорошо начали работать в генетике, кабинет появился. Вот мне перед отъездом дали снимочки. Вот посмотрите, вот здесь Людмила Павловна Назаренко, томичка, профессор, которая занималась этими вопросами. Вот дорогая Елена Робертовна, главный генетик у нас здесь, в Бурятии, ученица моя. Вот посмотрите, завтра обещали они мне напомнить за 20-летнее отсутствие о себе, и мы должны вроде бы встретиться, да, или вот это вот все фотографии, смотрите. Вот картинка в том докладе была написана. Буряты, якуты, хакасцы, алтайцы, тувинцы. Вот, смотрите, изучали груз-наследственной патологии. Но и варьирует от популяции к популяции. Но вообще-то мы искали, думали, что будет какая-нибудь существенная различие. Они есть, но небольшие, и они касаются тоже относительно умеренного отношения внутри структурного спектра болезни. Наткнулись только у якутов. У якутов огромнейшая специфика. Якутская популяция накопила 5 миопатий, которые встречаются с частотой в Европе 1%, а у них до 30%. Особенно в изоляторе. В Бурятии не знаю таких данных. Завтра расскажу. Последнее, что хотел сказать. Смотрите, приказ вот есть о проведении сплошного скрининга. И с 1 января этого года начали проводить. Раньше мы проводили 5 тестов на там, 5 болезней, на фенилкетонурию, муковисцидоз и так далее. Ну, посмотрите, сейчас на 36 болезней, на 36 мутаций, болезней больше, 36 мутаций. И уже начали, у нас в Томске уже что-то 6 тысяч. Вот я уезжал, мне говорили, 6 тысяч уже образцов признано этого скрининга и оттестированы. Вот за это несет ответственность глава любой территории, глава администрации. Настолько важная государственная задача, деньги затрачены капитальные. Вот это то, чем будете заниматься. Вот
стороны перечислить, так сказать, некоторые учреждения, которые являются ведущими и объединяющие некоторые другие регионы. Вот Иркутск включает в себя 3 региона: Бурятия, что-то там еще и еще что-то. Вот Томск, где-то там, Томск большую подборку берет, не знаю, как будет справляться. Вот этот спектр примерно тех 36 мутаций и фенотипов, которые, так сказать, предстоит понять. Есть надежда на то, что только им с этим диагнозом, а это те, которым эффективно и существуют лекарственные препараты стоимостью миллионов рублей, будут назначены с неполной гарантией абсолютно полного излечения, но с некоторой эффективностью, сохраняющей жизнь, сохраняющей, улучшающей качество жизни и увеличивающей продолжительность. Вот эти исследования. Не бесполезны они. Вот в Томске, например, для целого ряда врожденных пороков развития и синдрома Дауна, когда мы начали в 86-м годах, в 90-х годах с помощью администрации, кнутом, а не пряником, организовывать необходимость тестирования и довели это тестирование обследованием крови из пяточек новорожденного до 99%, тронулся тренд снижения по Дауна и по врожденным порокам развития. Такого не будет при нынешнем скрининге. Потому что все-таки это не популяционная работа. И нужно ожидать, мне кажется, не популяционный эффект. Но это надо делать, потому что это персонификация. Персонификация, индивидуальный подход к исследованию, уточнению метаболических процессов, которые будут полезны для диагноза. Реимплантационная диагностика сегодня является чрезвычайно важной. У нас в институте начали такие работы. Первые случаи получены и приобретены, когда вы можете получить яйцеклетку у женщины и несколько яйцеклеток, соединить со сперматозоидами брачного партнера или любимого мужчины, затем через несколько дней, 8 недель посмотреть, тестировать, не является он носителем этой соответствующей вредной мутации, или если есть средства провести полногеномное секвенирование, отобрать здоровый эмбрион и имплантировать его. То есть ввести в матку. До имплантации он сам найдет себе дорогу и жизнь, и путь к счастью в жизни. Нет болезни, и нет болезни ни у него, но у всего клана. Больше в этой родословной этой болезни нет. Ну, если это брачный партнер является, что маловероятно, носителем такой же мутации. Это вот первичная профилактика. У нас нет нигде, в кардиологии нет же первичной профилактики. Как ты говори, не говори, курь, не курь, вон видели. Курь, смолят с удовольствием. Вот. Вторичная всегда профилактика. А первичная профилактика — это, вот, пожалуй, только генетика. Кардиологи будут возражать. Сергей Иванович мне сейчас впервые все скажет, что он думает. Вот. Учиться надо. Вот у нас кафедра медицинской генетики была первая в Сибири. Медицинской генетики. Давление была, вот сейчас член-корреспондент умерший Сергей Андреевич Назаренко в составе этого первого директора, первого преподавателя на это чрезвычайно важный момент. История цепочки вот какая долгая, длинная, я вам ее комментировать не буду. А на этом кончу, но представлю выдающихся наших участников нашей всей генетической работы у нас в стране. Это и академик
Бачков, я не уже вспоминал. Это министр здравоохранения Российской Федерации, открывавший и способствовавший преобразованию наших филиалов самостоятельных институтов. И там это Ростислав Сергеевич, который 30 с лишним лет был председателем институтов в Томске, объединявший институты, которые сейчас другом немножко, но все равно ты. А это вот мой ученик. Почему-то не увидели его подписи. Но умысла никакого нет. Академик, директор института медицинской генетики и директор всех институтов. Не институтов, а центра. Академик Степанов Владимир. Я при свидетелях говорю, где и себя скажешь, я его. Он сегодня не смог встречаться. Спасибо. Во-первых, я вам хочу сказать, пользуясь временем, человек, который принимал самое активное участие в развитии генетики в Бурятии. Мы с ним пытались создать институт, ведь неважно по какой должности, но по зову сердца и по моей просьбе. И мы создали этот институт, и директор института Елена Робертовна была назначена. Но денег были. Валерий Павлович является заслуженным деятелем науки Республики Бурятия. Имейте в виду. Я сказал им. Вы, конечно, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Вопрос у меня такой. Вы показали, что скрининг, да, генетический, позволяет выявить нарушения детей, в том числе с Дауном. Но показали, что количество рождений таких детей практически стремится к нулю. Это каким образом? Каким образом? Ну, выявили скрининг, да? А Вовремя не обратилась к аборту. Вскоре напилась и не успела родить. Но все-таки они рождаются, но многие соглашаются на аборт, да? Когда выявляется такая. Ну, общая статистика такая, что в целом врач, в целом больные с наследственной патологией слушаются рекомендации врача-генетиков по 50%. Некоторые 20% по религиозным соображениям, Богу так угодно, и сохраняют беременность больного ребенка. Либо Спасибо, Валерий Павлович. Очень интересно. Спасибо. Да. Молодец. Слово для выступления предоставляется Попову Сергею Валентиновичу, академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, директору научно-исследовательского института кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра. Работает, да? Уважаемые коллеги, дорогие друзья, соратники, дорогая молодежь, как приятно вообще встретиться здесь, в Бурятской земле. И я с большим удовольствием передаю самый сердечный привет от коллектива научно-исследовательского института кардиологии всему вашему сообществу медицинскому. Вопросы диагностики и лечения нарушений ритма сердца по-прежнему остаются очень востребованы в плане актуальности, современности, развития технологий
ни один из конгрессов не проходит без обсуждения этого направления. И позвольте перелистать лишь некоторые страницы истории развития информационной ритмологии и тезисно обратить внимание наше на основные достижения на современном этапе, с одной стороны, и, конечно, несколько слов о том, что, вероятнее всего, нас ждет в будущем в этом очень интересном разделе кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Но, как мы знаем, человеку всегда свойственно мечтать. Видите, на этом рисунке начала 19 века мечты о современных интересных аппаратах, там, с крыльями и с лошадьми, которые в воздухе творят котлы для нагревания. Но обратите внимание, что уже в начале 20 века человечество пользовалось радио, электричеством, пароходами, самолетами и так далее. И уже более совершенными машинами. Начало 20 века – это мечты об умных уборщиках, совершенных приборов для хозяйства, сельского хозяйства, промышленности. И сегодня мы свидетели современных уникальных технологий в самых различных областях науки, производства, практики. Неважно, не только в медицине, это хорошо понимаем. Друзья, конечно, технологии могут быть устойчивыми, прорывными и закрывающими. Такая, с одной стороны, закрывающая технология – это печальная новость, потому что она отменяет предыдущие, вплоть до отмены предыдущих. Но, с другой стороны, это свидетельство прогресса. То есть закрывающая технология, как правило, это новая технология, которая, замещая имеющуюся, делает дальнейшие шаги более качественными. Один из примеров это разработки Майкла Фарадея. Вы видите, что от замены мускульной силы на энергию пара до умного производства. И мы непрерывно это видим в процессе. Есть одно из определений трансляционной кардиологии. Как мы понимаем, вообще в медицине все связано с трансляцией. Раньше мы это называли разработкой внедрения новых методов диагностики и лечения. Да? Трансляция. В целом это идеальная цель, это улучшение индивидуального и общественного здоровья. Чтобы очень хорошо зарекомендовать свои технологии для сердечно-сосудистых заболеваний, использовать широко в клинике. Ну и по аналогии, вот трансляционная аритмология. Это научное открытие в области электрофизиологии сердца и передовые диагностические лечебные инструменты, способы лечения, лекарственные препараты, профилактические средства, реабилитационные процедуры и процесс трансляции этих знаний коллегам и популяции целой. Мы понимаем, что этот процесс может быть растянут на годы, но прежде всего это связано, конечно, с фундаментальными разработками, от идеи до через прикладную науку, клинические рекомендации. И здесь важное место занимает наукоемкая медицина и наукоемкие клиники. С выходом на социальный эффект здравоохранения в основном. Но следует понять и помнить о том, что это мое убеждение в том числе, что если говорить об аритмологии инфляционной в том числе, прежде всего, это очень тонкая, иногда невидимая грань между фундаментальной и прикладной наукой. Между научными знаниями, новыми результатами и внедренными в практику. И последующее использование, накопление все большего опыта, которые, в свою очередь, тоже могут вернуться в научное открытие. Горизонты могут быть разными. Для фундаментальной это десятилетия, и поуменьшающиеся, и самые короткие. Это инновационные технологии, продукты и, конечно, заимствованные внедряемые технологии. Есть социальный заказ, мы понимаем, есть научные платформы, технологические, производственные. И, как мы знаем, социальный заказ заключается в том, что очень большое количество людей в мире, у нас в стране по-прежнему страдают болезнями системы кровообращения. И в этом смысле нарушение ритма сердца не исключение. Почему? Потому что болеют все, и новорожденные, и взрослые, в разных возрастных группах. Но следует помнить о том, что у детей после полутора лет количество нарушений ритма сердца, регистрируемых при рождении, существенно уменьшается. Вплоть до 50%. Но остается категория ребятишек, которым нужно как-то помочь. Или радикально, здесь помощь паллиативных методов. И, как я уже сказал, причины разные. У взрослых аритмия обычно связана с ишемией, у детей с изменением в развитии проводящей системы сердца. Очень сложная задача лечения у детей нарушения ритма сердца. Почему? Потому что ни фармакологические агенты, ни технологии современные, инструментальные, как правило, не имеют отношения к детству.
именно в аритмологии. Это не касается врожденных пороков сердца. И поэтому часто приходится интервенционным аритмологам оперировать детей, приспосабливая взрослые инструменты, электроды, стимуляторы и так далее. Но еще одна очень важная позиция, что знания об аритмиях у детей заимствованы из взрослой практики. И они постоянно приходятся, знаете, вот в этом, кстати, если говорить о детях, это во многом даже искусство, я бы сказал. И педиатры, и детские кардиологи, это, конечно, уникальное. Ну и в целом набор он одинаковый. Это может быть катетерное лечение, имплантация для лечения бронхиальных тахиаритмий, для лечения врожденных синдромов у детей. И есть такой же набор примерно у взрослых. Но в основном это связано сегодня с вентиляцией предсердия, желудочковой тахикардией, скажу дальше об этом. Вот мы сегодня примерно имеем 65 лет развития интервенционной аритмологии, начиная с 1958 года, когда был имплантирован первый электрокардиостимулятор. И сегодня, видите, какой прогресс. Изучена физиология разных форм нарушений ритма сердца. Разработаны способы эндокриниальной аблации. В 1982 году впервые, потом конец 80-х, это имплантируемые дефибрилляторы, стимуляторы. Сегодня это навигация в аритмологии. Не могу не сказать о Советском Союзе, России, это известные фамилии академиков Бакулева, Савельева, Брейки, Сапакея и Бекасковой. Современники наши, профессора Сулимов, Ильишвили, Гимрих, Голицын, Егоров. К большому сожалению, в пятницу ушел из жизни профессор Егоров Дмитриевич, который один из корифеев аритмологии в стране, в Советском Союзе. На самом деле, он долго боролся несколько лет с очень серьезным заболеванием, но вот в первый день конгресса кардиостимулятора его не стало. Юргис Иозефович Брейникс. Целая серия новых методов хирургических, в основном лечения нарушений ритма сердца. Он руководил Всесоюзным центром электрокардиостимуляции. Центр Бакулева, академик Бакири, много сделавший для аритмологии. И, конечно, наш друг, учитель, ведущий аритмолог страны, академик Ильишвили Амир Ашатович, которому тоже приоритет во многих областях электрофизиологических механизмов, разработки способов и устройств. И вот эти три кита, да, на этой фотографии еще профессор Исилюбин я сказал слева, вот справа еще профессор Голицын Сергей Павлович, он многие годы руководит аритмологией в центре Чазова. Продолжает очень активно работать. И человек, который сделал очень много для электрофизиологии в Советском Союзе и в России. И учитель многих. Но понятно, что развитие аритмологии в Сибирском федеральном округе, все, что до Урала, неразрывно связано было с этапами и в мире, и в стране. И, соответственно, здесь представлены вот такие основные пятилетки от имплантации первых постоянных стимуляторов, внедрения электрofизиологических методов, радиочастотной аблации, разработка новых методов устройств для инфекционной аритмологии, в том числе совершенствование способов управления. И приоритет этих направлений принадлежит нашему учителю, моему личному учителю, одному из учителей, академику Евгению Ильичу Пекарскому. Работы были начаты еще в 60-х годах прошлого века, когда были имплантированы первые электрокардиостимуляторы, а предшествовала этому активная учеба и работа в мединституте тогда и активное занятие научными разработками, анестезиологии, в последующем кардиохирургии. И, конечно, Евгений Ильич стал кардиохирургом и стал аритмологом, большим аритмологом. Вы видите здесь фотографии с учителем академиком Мишалкиным, автореферат докторской. И в 70-х уже стали возможны поездки за рубеж, он активно знакомится с коллегами из разных стран. В Советском Союзе налаживается контакт. И видите, первая операция на сердце в клинике общей хирургии. Да, я забыл сказать, что это все было основано в клинике медицинского института. Очень известный профессор, с которым Евгений Ильич дружил, профессор Виктор Петрович Поляков из Самары, это различные методы урежающей электрокардиостимуляции, и уже в начале 80-х была совершена кандидатская диссертация Эрдовским Гимрихом по различным методам. Это одна из пионерских работ. Целая серия приборов для вспомогательного кровообращения и одномоментной электрокардиостимуляции. Это первая операция имплантации кардиостимуляторов после открытия НИИ кардиологии в 1980 году. Это показательная операция кардиомиопластики в Японии, в Швеции, участие в конгрессах.
И это знакомство с великими учеными, с которыми я еще долгие годы дружил, профессор Фурман. Фурман был у нас в Томске. Вот. Это профессор Мировский, разработчик первого дефибриллятора в мире. Но и Кикич, конечно, очень много сделал для дефибрилляции. Была создана группа вместе с инженерами, которые определили прямо на годы направления привлечения, наружные аппараты различные для дефибрилляции использования в кардиохирургической практике прежде всего. И от наружного типа был и разработан прототип имплантируемый, работающий, отечественный советский кардиовертор-дефибриллятор. К большому сожалению, не удалось правительству найти денег на закупку аккумуляторов для этих приборов, поэтому Советский Союз в то время и сегодня мы не имеем отечественного дефибриллятора. К большому сожалению. Но в этом смысле гордость наша в чем? Потому что у Евгения Ильича Пекарского с его командой есть два приоритета мировых в области дефибрилляции, которые начали использоваться зарубежными компаниями в середине 90-х прошлого века. Понимаете, в чем дело? Наши разработки перекочевали туда. Кто бы об этом вспомнил? Вообще, это из Сибири. И только в 1999 году были имплантированы первые дефибрилляторы у нас в Томске, вообще за Уралом, да? По доброй воле профессора Шальдаха, руководителя компании «Биотроник». И потом стало возможным имплантировать это даже и детишки. Вот 3 лет представленности. И в целом вся история кардиостимуляции, дефибриллятора, это минимизация накопления инсталляции, как называемая, на мой взгляд, программа МИНИ, которая непрерывно развивается. И вот обратите внимание, 60-е годы 20 века и внизу 2000-е, это кардиоресинхронизация. Уникальные приборы, уникальная возможность помогать людям предупреждать внезапную смерть, излечивать, помогать сердечной недостаточности. Но могу вам сказать, что вот фотография слева, страшная такая, да? Это, конечно, плохо очень. Но я это видел в 1997 году в Хабаровске, делая обход с коллегами, когда было тяжелое время, больше 20 человек ходили с полной блокадой, поскольку поступившие, ходили вот с таким образом прикрепленными стимуляторами, отработанными, вот доимплантированные ранее. Страшно. Ну, ничего, пережили мы это. И сейчас продолжаем развиваться. Конечно, многие мечтали о том, чтобы стимуляторы были маленькими, успешно программировались, хорошие электроды, долгая жизнь батареи. И вот за эти годы мы имеем и двухкамерные стимуляторы, трехкамерные, частотную адаптацию, уникальные возможности программирования у каждого конкретного пациента. Это недавнее достижение. Видите, технологии батареи, программирование, удаленный мониторинг, современные возможности это позволяют. Безопасность для МРТ, тоже важная ситуация. Доставочная система, электроды, улучшенная ресинхронизация. Но в целом, если говорить, развиваются технологии, это стимуляция пучка ГИСа, ножек пучка ГИСа, это другие подходы, многофокус. В том числе с выходом на подкожные дефибрилляторы и бесконтактные стимуляторы с выходом на биологические стимуляторы. Это почти что реально. Вот наши примеры разработок, это наружный уникальный прибор, разработанный в Томске вместе с компанией «Электропульс», наружный трехкамерный программируемый электрокардиостимулятор. Уникально. В начале 2000-х. Мы продолжаем изучать поиск критериев эффективности кардиоресинхронизирующей терапии. Такие пациенты, вы знаете, да, очень сложные, не все отвечают сразу на кардиоресинхронизацию. И в этом смысле очень важно использование разных подходов, не только ультразвуковых, но и, как вы здесь видите, радионуклидных методов. Защищена серия целых диссертаций наших коллег молодых. Многие работают в городах, Белгород, Краснодар. И сегодня это, конечно, очень эффективный метод, который позволяет улучшать качество жизни и спасать жизни людей. Но не все отвечают на эту ресинхронизацию, как я уже сказал, примерно 30% неэффективны. И основным решением на сегодня является имплантация 4-полисных электродов в левый желудочек. И это позволяет существенно улучшить процесс обратного регулирования желудочка, таким образом уменьшить признаки сердечной недостаточности. Многоточная электростимуляция левого желудочка, ну это примеры, как вы видите, многофокусная стимуляция. Как я уже сказал, стимуляция пучка ГИСа при КРП, да, это очень важная вещь, и поэтому лучший эффект. Врез узкий
фракции выбросов. И очень много возможностей выбора, стимуляции, проводящей системы сердца у разных пациентов на сегодня. Продолжается многоцентровых исследований, как вы видите, по разным направлениям. На сегодня это не меньше 15 исследований в мире. Некоторых из них мы принимаем участие тоже. Безэлектродные стимуляторы, да, это капсула, имплантация, но лишь общие черты. Да? Но не нужны электроды, провода, нужна имплантация капсулы. Правая желудочковая позиция – это неплохо работающая система, есть определенные противопоказания, но развивается процесс вплоть до разработки не только двухкамерных стимуляторов имплантированных капсул, да, но и трехкамерных стимуляторов, и в том числе продолжаются эксперименты. И мы в этом смысле тоже участвуем. Интересные находки, особенно применение в клинике классических методов. Ну вот есть и вопросы, кстати, по этому поводу. Не всегда удается интегрально расположить эти уникальные стимуляторы. Ну и с одной стороны, это биоразлагаемое временное кресло без батареи. Это эксперимент. Он выполняет свою функцию, через несколько суток растворяется. Вот в чем дело. Не нужно имплантировать стимулятор. И выход на сокращение сердца от самого сердца. Превращение механической энергии в электрическую. Это фантазии наши обретают уже реальные очертания совершенно. И это обязательно будет. Ну, вот я хочу показать лица, фотографии наших коллег молодых, которые работают сегодня, выполнив исследования в нашем институте, Екатеринбург, Кемерово, Нижний Тагил, по разным направлениям. Вот аблация в 8 дней, революционный шаг был сделан больше 40 лет назад у нас в Томске, была выполнена первая трансвенозная деструкция в 8 дней. Это революционная методика. Потом, через 5-6 лет, стало понятно, что это приводит к разрастанию сердечной недостаточности. Пейсмейкер синдром, так называемый. И начали отходить от этого. А в конце 80-х мы разработали, ну вообще была целая серия приборов разных, диагностических, лечебных. Разрабатывалась методика электрофизиологического исследования. Это интересные очень были времена, события, общение и результаты. Целая серия диссертаций. Наши друзья, коллеги, профессор Кимрих, это защита докторской диссертации профессора Анатольевича. Вот это разработка системы электрофизиологической, уникальная, томская, которая в свое время получила европейский сертификат. И первый в стране генератор радиочастотного тока. Мы в конце 80-х использовали этот прибор впервые в стране. И в последующем это получило распространение по многим клиникам в стране, больше 40 учреждений начали работать на томском оборудовании. Это различные варианты модификации для операции на открытом сердце. И сегодня это, конечно, трехмерная пространственная ориентация. Это уникальная возможность очень точной диагностики формы, характера аритмии и, соответственно, выбору тому или иному способу воздействия для устранения. Это наджелудочковая тахикардия, фибрилляция председателя, желудочковая тахикардия. Это возможность активировать самых маленьких детей, Вячеслав Сергеевич об этом сказал коротко, и в рамках, в том числе, детского сердца. Это вот несколько лет фотографий внизу вы видите, коллектив многофункциональный, кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, специалисты ультразвука, дядячки, ну и так далее. Продолжают работать. Вот это ребята, которые и в Томске работают, и во многих других городах. Краснодар, Хабаровск, Красноярск, Кемерово и так далее. И в том числе коллеги, педиатры, которые тоже изучают, продолжают изучать разные вопросы нарушения ритма сердца у детей. И фибрилляция предсердия, да, эпидемия, да, много механизмов, очень много. Механизмы продолжают изучаться. Почему? Потому что возможности улучшились. Топики, новых подходов. Два принципиально важных исследования, которые позволили увеличить класс показаний для радикального лечения сердечной аблации и фибрилляции предсердия с целью полностью устранить. Сегодняшние технологии телекоммуникационные позволяют документировать фибрилляцию предсердия. Это важнейшая составляющая, первый шаг у пациентов с носимыми приборами. Катетерная аблация, как я уже сказал, может изменить, но надо изучить механизм. Фиброз в этом смысле, в первую очередь здесь воспаление, имеет важную роль. Можно неинвазивно кортировать, и эта разработка тоже ведутся.
Это повышает точность при сопоставлении с другими методами. Это изотопные исследования в оценке симпатической активности сердца. Позволяет улучшить результаты на самом деле. Это результаты ультразвукового исследования по поводу деформации устьев легочных вен при аблации. И понятно, что чем раньше мы выполним аблацию тем больше можно надеяться на хороший эффект. Мы не всегда можем вылечить фибрилляцию предсердий, поэтому разрабатываются новые подходы, в частности, аблация импульсным током, так называемая электропорация. Вот поверьте, я просто помню, это был 82-й год, трансвенозная электродиффузия, 89-й радиочастотная, принципиально важнейшие вехи революционные, но они отличаются. Да? Радиочастотная имеет больше возможностей дозирования, более эффективно, более точно. Электропорация. Может быть, это станет методом выбора, потому что это секундное воздействие, просто секундное, не повреждая сердце сильно. Важно. Но за этим может быть и даже будущее. Вот выглядит примерно так электроды. И в рутинной практике эта аблация была эффективна для изоляции легочных вен. Другие подходы, иголка, да, например, на электроде, тоже может улучшить. И уменьшается количество шоков, и атитокабинная стимуляция пациента с дефибриллятором. Ну и в целом, конечно, мы не можем не помнить о том, что это фундаментальное исследование, комплекс исследований сердца человека, клиническое комплекс профилирования, в целом мультимодальные методы. Нужно использовать весь комплекс. И на этом фоне я все-таки сторонник того, что технологии тоже будут иметь значение, очень серьезное значение. И в целом это фенокинокипирование, фундаментальное исследование молекулярных механизмов, внедрение клеточной электрозиологии в клинику, национальное исследование, неинвазивное картирование и устранение аритмий, разработка новых молекул, разработка приборов на основе новых способов доставки и перспективные регистры наблюдений. Важнейшая составляющая. Мы не можем об этом забывать. Это работа вместе с инженерами долгие годы. Это наши встречи на конференции, совместные операции в разных городах. Это техническая эволюция. И мы являемся свидетелями прогресса. И во многих регионах это успешно. И будет развиваться. Я на это очень сильно надеюсь. И передаю сердечный привет коллективу сибирских аритмологов. Всем вам, дорогие друзья, с пожеланием успехов в этой благородной работе. Спасибо большое за внимание. Слово для выступления предоставляется Волкон Николаю Александровичу, академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, директору научно-исследовательского института психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра. Уважаемые коллеги. Так слышно лучше, да? Что у меня сообщение имело название «Аддиктивное состояние в современном мире». Вот. Но поэтому я бы хотел бы эту тему вам показать через призму того, что на сегодняшний день имеет социальную актуальность. Ну, что я сначала хочу сказать. Мы живем в очень непростое, но очень интересное время. Значит, на пороге формируется 6-й технологический уклад. Первое. Происходит изменение вука-мир на бани-мир. Мир стал хрупким, беспокойным, нелинейным, непрогнозируемым. И мы являемся свидетелями смены поколений. Вот если в зале большинство, наверное, молодежи, я понимаю, 2000-х годов рождения, вот. Психология это поколение называют Z, оно сменило поколению миллениалов. Если миллениалы это те дети, ну не дети, уже взрослые, которые учились, которые, их называли еще поколение большого пальца. Они учились писать не ручкой, а на смартфоне
мальчиками большими. Вот. То Z-поколение уже, что называется, рождается со смартфоном и живет в иммерсивном виртуальном мире с погружением в него, в том числе с эмоциональным погружением. Вот. И в 2015 году, уже совсем скоро, дети, которые будут рождаться, которые родились в 2015 году, так называемое альфа-поколение, это модификация зетов. Вот. Ну, еще таких нет в зале, да? Будущие студенты вот, прекрасного университета Бурятского. Вот те вообще очень самые интересное поколение, которое полностью живет и будет жить уже в виртуальном мире, заменяя все свои эмоциональные контакты. Я прошу прощения, бутылочку воды. Я так по-простому хочу. Почему по-простому? Потому что мы с психиатрами вашей республики связывают давние отношения. Они достигали максимального пика во время, так сказать, в эпоху Инны Борисовны Тачировой. Вот мы с ней поздоровались. Вот, тогда еще был Ди, нарколог, мой однокурсник. Ну, мы многих, так сказать, знаем и общаемся. И вот все это на наших глазах. Уклад, психологическая составляющая нового мира, мира, вот, и новое поколение. Это все приводит к тому, что результирующей составляющей всех этих процессов будет бесконечно расширяющийся мир аддикции. Почему? Сейчас мы это с вами и объясним. Почему именно мир аддикции? Вы помните, что аддикция – это уход от реальности за счет изменения своего психического состояния, за счет приема либо психоактивных веществ, либо изменения или концентрации на определенного рода деятельности, что сопровождается интенсивным, субъективно приятными ощущениями, которые потом вызывают зависимость. Но в любом случае аддикция – это уход от реальности, которая, как я уже сказал вам, какая она уже есть. Баня, шестой мир, новое поколение. Шестое поколение. Вот. Это все вызывает массивные, не только геополитические, но и социальные стрессы, которые принимают поистине тектонический характер. Вот, допустим, баня-мир, он стал формироваться после пандемии. Совершенно особое состояние планетарного масштаба, вот, которое сотрясло весь мир. С точки зрения психиатра, при пандемии был просто всплеск и лавинообразное нарастание социофобии, которые мы рассматриваем в аспекте социальных стрессовых расстройств. Это были социально-тревожные расстройства, это были панические атаки. Затем все это, сказать, на пике стало уходить. На смену этому пришли постковидные когнитивные расстройства. Это особая тема. Она в большей степени коснулась тех работников умственного труда, участников процесса, работников научно-образовательного кластера, менеджеров, всех тех, кто принимает решения в результате выраженного умственного напряжения. Вот. А мы понимаем, что психическое здоровье – это интеллектуальная основа инновационного развития личности человека. И психическое здоровье, его уровень, он формирует качество человеческого капитала. Именно за счет человеческого капитала мы и можем говорить о прорыве в шестой технологический уклад. Именно за счет психического капитала, психического здоровья мы можем говорить о том, что как нам выжить в бане-мире и как это сделать уже не просто нам, а Z-поколению и поколению альфа. Причина здесь такова, что плюс еще новые последние события, которые вызвали лавинообразное нарастание
поступлений и обращений комбатантов, участников боевых локальных действий, вот, с ПТСР, с посттравматическим стрессом, расстройством, с выраженными вплоть до острых состояний. Вот, и нам предстоит с учетом поставленных задач по защите наших западных рубежей подготовить такого рода, такого уровня и качества вооруженной силы на основе повышения индивидуальной стрессоустойчивости к непрерывно меняющейся внешней, в том числе и совершенно иной боевых условиях. Вот. Если человек справляется, если он берет за основу, допустим, копинг поведения, активное копинг поведения, разрешающее ситуацию, это одно. Но у очень многих этого не наблюдается, и человек может уйти от этой реальности, уйти куда? Уйти в аддикцию. Этого мы допустить не можем, потому что у нас большие с вами планы, как вы видите, прекрасная стратегия пространственного развития Сибири и Дальнего Востока. Вот, она связана с системным развитием всех субъектов Федерации и была принята совсем недавно. Вот в этой стратегии Сибирь и Дальний Восток, они занимают важное геополитическое положение и призваны стать естественным мостом или звеном мировой экономики, вот, которая связывает или свяжет рынки Европы и Азии, тем более это актуально в новой экономической ситуации. Но, однако, вот экстремальный климат, бескрайнее пространство и крайне низкая плотность населения предъявляет особые требования параметрам человеческого капитала, о котором мы с вами сказали, который является основной движущей силой инновационного развития территории. Эти территории поражают своими размерами. Только посмотрите, вот, кстати, это различные карты, как складывала Сибирь, которая покрывает территорию в 13 миллионов квадратных километров, 10% всей территории нашей планеты. А плотность самая низкая, 3 человека на 1 квадратный километр. Но эти территории поражают не только иностранцев, но и нас с вами своими размерами. Только один дальневосточный округ, в котором сейчас относится Республика Бурятия, он занимает 40% страны. Вот эти стратегии, эта стратегия, она определяет перспективы системного развития Сибири и ее место в российской экономике. Они обусловлены, естественно, огромным ресурсным потенциалом нашего сибирского региона. Это что? То, что доставляет нам с вами гордость. Это то, что досталось нам от наших предков. Это то, что нам с вами придется, так сказать, развивать. Вот новое новые рубежи, они связаны с освоением Крайнего Севера, они связаны с очень масштабными инвестициями, проектами на арктическом шельфе. И все это принимает особое звучание в настоящее время. Вот. Их реализация обеспечивает, прежде всего, энергетическую независимость государства, вот, и для многих поколений россиян. Вот это освоение огромных просторов Сибири имеет свою долгую, и славную историю. И происходило на протяжении нескольких веков, начиная с 16 столетия.
Вот при заселении Сибири вместе с ростом миграции происходил качественный процесс частичного слияния коренного населения с потомками покорителей и русскими переселенцами. И наиболее мощным толчком для масштабного освоения Сибири в начале 20 века послужила реформы по инициативе царского министра Петра Аркадьевича Столыпина. Тогда население Сибири за 5 лет увеличилось на 50%. Сравните с нашими цифрами, когда мы видим выбывание нашей молодой, талантливой, так сказать, отрасли, более крупные индустриальные центры. И вот эти потоки, эти миграционные потоки составили наиболее мощную вторую волну переселенцев первой половины 20 века. Их ассимиляция и взаимодействие с коренными монголоидами Сибири во многом определили параметры современного этнического ландшафта, с одной стороны, разнообразие которого обеспечивает уникальность и жизнестойкость генофонда страны, о чем многократно говорил наш президент. И вот регионы проживания коренных народов, они хорошо известны, и проживающие на этой бесконечной территории Сибири и Дальнего Востока коренные народы составляют всего лишь 0,6% населения всей России, по числа всей России, уступая по численности народам Поволжья и Северного Кавказа. Вот коренные народы Сибири, всего в России есть 193, вот коренные народы Сибири при относительно невысокой численности относятся к различным ветвям разных языковых ветвей. Так, например, к монгольской ветви относятся буряты, калмыки, по своей культуре к ним относятся отчасти и тувинцы. Якуты, хакасы, алтайцы, шорцы, другие – это тюркская ветвь алтайской языковой семьи. И, кстати говоря, по одной из версий, Сибирь получила свое название от тюркоязычной этнической группы и переводится как терпение, или по другой, не менее красивой легенде, рассыпанные по земле мужчины, собирающие эту землю вместе. Вот до таких огромных масштабов. И в фокусе нашего внимания, естественно, многие годы находится проблема психического здоровья северных монголоидов, и в зависимости от региона проживания среди них выделяет группу арктических и североазиатских монголоидов. Для североазиатских монголоидов, особенно их малочисленных этносов, я скажу, есть коренные народы Тибета, Бурятия, Якутия, Тува, Хакасия, Республика Алтай и так называемая малочисленная народы севера, Крайнего севера и Сибири. Вот. И для северных монголоидов, значит, характерно и более актуальны всегда были проблемы демографии. Почему? Что имеет место популяционное старение и снижение их в структуре населения, к сожалению. Только несколько ветвей сохранили рост численности, в то время как у большинства тенденция к уменьшению. И вот на сайте выделены реликтовые, или называемые исчезающие этнические популяции. Вот они в самом низу нашего слайда, у которых возможность регенерации почти что исчерпаны. Тому есть комплекс причин, в том числе это и последствия оккупационного стресса, всем вам известного по литературе, который в той или иной форме отразился на состоянии психического здоровья коренных народов. С формированием различных форм дезадаптации и аутодеструктивного поведения, к которому и относится аддиктивное поведение, вынесенное нами с вами в заголовок. В связи с этим в повестке дня, или как говорит принято, национальный вопрос, требующий самого бережного отношения к исторической судьбе коренных народов Сибири, особенно малочисленных,
Эта проблема сейчас вновь в центре пристального внимания государства для сохранения разнообразия и уникального самобытного наследия народов России. Отсюда понимание необходимости масштабных инвестиций в человеческий капитал восточного региона России, в том числе на образование, на здоровье и мобильность. Вот положительная или креативная часть этого капитала является фактором называемой цифровой экономики или экономики знаний. В этом контексте психическое здоровье населения оно обеспечивает интеллектуальную основу и качество людских ресурсов, не столь уж и больших, необходимых для прогресса и социально-экономической регенерации общества, как указано внизу на этом слайде. Все это так, но у любой медали есть и обратная сторона, и здесь, кроме позитивной части людского капитала, к сожалению, есть так называемая отрицательная часть, его отрицательная часть человеческого капитала. Это социально дезадаптированные аддикты, для реабилитации которых требуется серьезная дополнительная инвестиция. Ну и поэтому отсюда в фокусе нашего внимания аддиктивное состояние, которое имеет, к сожалению, депопуляционный потенциал для коренного населения. Именно аддиктивное расстройство на протяжении многих лет доминирует в общей структуре учтенной психической патологии. И это не только касается коренного населения, это тенденция по всей федерации. Но в наибольшей степени это показательно для статистики среди коренного населения Сибири и Дальнего Востока. И вот что сохраняется из года в год, из десятилетия в десятилетие, когда я был студентом, сейчас новые студенты, что среди учтенных наркологических пациентов большинство составляет больные алкоголизмом. Алкоголь в продаже везде, но розничные продажи все-таки выше в северных районах страны. И в демографическом рейтинге Сибирь и Дальний Восток имеют общую тенденцию к снижению численности населения на фоне нарастающего оттока его в центральные районы страны. По смертности населения от алкоголя лидируют регионы Дальнего Востока, и до сих пор смертность при алкоголизме и отравлении этанолом сохраняет свою актуальность среди основных причин смерти. От алкоголя гибнут также, но как суммарно в результате ДТП, это примерно 1% от всех смертей, гомицидов на 4% или суицидов. Про суицид надо сказать отдельно, это потребление алкоголя и суициды, это невосполнимые потери трудоспособного населения и существенное социально-экономическое бремя для государства. При относительном снижении суицидов этот показатель в Сибирском и Дальневосточном округах все еще выше, чем в среднем по России. Относительно высокий уровень сохраняется в республиках с титульным коренным населением. И вот переходящий из года в год, двухмиллионный массив потребителей психоактивных веществ почти как несгораемая сумма в спортлото. Вот она, если уменьшается, то не намного. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Однако в целом по России это отрадно, я хочу сказать, с улыбкой, с позитивной о том, что динамика общей заболеваемости алкоголизма и наркомании приобретает долгожданную динамику или тенденцию к снижению. При этом алкоголизм пока все еще доминирует, а может быть, к счастью, что он доминирует, а не наркомания, в структуре наркологических расстройств. Вот эту тенденцию в течение 5 лет мы видим на всех территориях страны. При сохранности высоких цифр в Дальневосточном и отчасти в Приволжском округах. Общая или первичная заболеваемость за последние 5 лет
также приобретает позитивную динамику к снижению, за исключением статистики по Дальнему Востоку и в разрезе отдельных территорий. На слайде показано, что по алкоголизму в течение последних 10 лет происходит устойчивое снижение показателей как первичной, так и общей заболеваемости. Что же касается наркомании, то восточные регионы России выделяются наиболее высокими показателями первичной и общей заболеваемости, а также неравномерными темпами снижения обращаемости наркозависимых в последние 5 лет. Уважаемые коллеги, для всех нас детско-подростковый раздел, теперь уже объединенной общей специальности психиатрии и наркологии, это всегда актуальная и социально болезненная тема. Официально ученые 33 тысячи аддиктов среди всех российских подростков, это по общему признанию лишь вершина айсберга. И проблема латентного, скрытого потребления психоактивных веществ, требующих научного внимания. И мы будем надеяться, что снижение 5-летней медианы общей заболеваемости по округам придаст нам не только больше оптимизма, но и убежденности в необходимости развертывания еще более масштабных, межведомственных и, самое главное, научно обоснованных мероприятий по системной и по континуальной, постоянной профилактике аддиктивных состояний среди детей и подростков. Пока же пагубное потребление алкоголя среди подростков Сибирского округа достигает высоких показателей. У дальневосточных подростков высокие показатели пагубного потребления наркотических веществ. На Дальнем Востоке, на Камчатке, Дмитрий Иванович, нарколог. Внутри Сибирского округа аддиктивные пациенты в фокусе внимания 13 наркологических диспансеров, которые в 2 субъектах, или сейчас уже больше, наверное, вошли в состав психиатрических больниц. Вот ситуация по округу в целом за последние 3 года постепенно приобретает, как я сказал, положительную динамику. Прежде всего за счет снижения общей заболеваемости на 13%. Однако в ряде субъектов, мы видим это на слайде, есть превышение по Хакасии, мы видим и Тыве, по Хакасии и Тыве. Показатели по алкоголизму в целом повторяют те же тенденции или даже ниже общероссийского на 9%, но в то же время на слайде мы видим территории, они есть, с превышением показателей по общей заболеваемости алкогольным психозом. Это такая вещь в себе, алкогольные психозы. Есть малые волны, есть большие волны уменьшения и снижения заболеваемости алкогольным психозом, которые иногда недоступны для научного понимания. По наркомании наметилась тенденция к относительному снижению, но в целом по округу наркоситуация сохраняет напряженный характер, она превышает почти на 30% общероссийский уровень. Доля опиоидных больных продолжает сохраняться, опиоидных больных продолжает сокращаться. Доля других наркотиков возрастает, впрочем, это не только, окружная, это общая тенденция по стране. И, к сожалению, менее благополучная ситуация в округе среди подростков. С одной стороны, есть отчетливая тенденция к снижению общей заболеваемости, но показатели все еще превышают общероссийские на 30 и более процентов. И вот в качестве этнокультуральной специфики приведем показатель наркологической ситуации среди коренного населения Республики Тыва. Мы сейчас с ними очень чаще, чем в Бурятии. Сейчас мы с ними так, как раньше мы с Бурятией работали. Вот.
Ну, может быть, потому что там как-то были ближе и так далее, ну, по разным причинам. Вот, значит, так вот, вот, посмотрите, значит, ну, Бурятия, вы знаете, находится на самом юге округа, граничит с Монголией. Она позже всех вошла в состав Советского Союза в середине 40-х, там, послевоенные годы. Почти 80% населения это тувинцы. Ну и город, соотношение города и села 50 на 50%. Но вот параметры наркологической ситуации в целом по ТВ приобретают, как и у всех, позитивный характер или вектор движения и сопоставимы с общероссийскими. Но есть негативные тенденции, связанные с ростом, я до Бурятии дойду, связанные с ростом потребителей среди женщин и несовершеннолетних. И вот показатели перечня заболеваемости алкоголизмом в республике относительно стабильны. Обращает на себя внимание беспрецедентно высокий уровень алкогольных психозов среди женщин. Это вот как феномен научный факт. Однако наиболее печальная статистика касается высокой частоты отравления алкоголем и суррогатов среди коренного населения. И 78% это трудоспособный возраст, здесь и мужчины, и женщины, и половина умирает вне дома и вне больницы. Коренное население в большей степени затронуло проблемы феминизации и омоложения аддиктов. Это общая проблема среди злоупотребляющих достигает 70%. Были установлены, как вы видите, особенности нарушения когнитивной сферы, которые мы с вами отдельно поговорим завтра. Вот. И есть и другая особенность в том, что вот, допустим, среди тувинцев в 2,5 раза встречается чаще левши и амбидекстры. Амбидекстры – это что предугадывает их к различным поведенческим девиациям. Вот нами получены данные о более глубоких сдвигах различных гормонов, это тоже проливает свет на данный момент. Следующий раздел нашего сообщения, последний, касается наркоситуации по Дальневосточному округу. Это 40% территории страны. Это 8 миллионов жителей. Большая часть территории это суровые условия крайнего севера. В округе 9 диспансеров, которые сейчас входят в психиатрические службы. И самый западный округ – это Республика Бурятия. У нас без малого миллион, 60% городских, коренное население 30 плюс-минус процентов. Здесь наиболее стабильная демократическая ситуация по сравнению с другими республиками. Здесь центр буддизма. Здесь весь восточный берег Байкала. Официальная статистика. Официальная статистика Бурятии показывает накопление учтенных больных, прежде всего с алкоголизмом, растет пагубное потребление. Из позитивных моментов необходимо отметить снижение уровня алкогольных психозов и суицидов, что само по себе уже дорого стоит. На севере у нас республика Саха-Якутия, самый крупный административный субъект, в структуре заболеваемости у которого доминирует алкоголизм. И это особенность. Заболеваемость всегда была выше, чем в округе и по федерации. А вот заболеваемость наркоманиями в Якутии совершенно другая. Так скажу. Значит, она всегда была меньше в Якутии, всегда была меньше наркоситуация по наркотикам. Ну, с одной стороны, дикорос там не растут, нет трафика окружения и так далее. Но в крупных городах это все есть. Вот. И по эффективности Республики Якутии можно судить по данным по ремиссиям. И была принята государственная республиканская программа, которая определила существенное снижение. Значит, очень коротко, скажу по Камчатке. Уникальнейший регион. Значит, для объективного коряки составляет ту часть коренного населения, которая была подвергнута научному анализу. Вот, болезненность среди
перевес населения выше, чем славян, в частности среди поляков и эвенов. То же самое касается моей мотивации на первом месте высокий уровень и коморбидности, и мотивации. Смотрите, пожалуйста, имеет до сих пор высокий уровень потребления суррогатов спиртных напитков. Достоверно чаще опьянение с дисфорией, с агрессией, с параноидной установкой. Амнезии очень интересны. Они с когнитивными нарушениями и отражают тяжесть алкогольной деградации. Очень характерный феномен коморбидности, который здесь представлен. Не только личностные психические расстройства, но и соматические. Здесь на первом плане гастрит, гепатит и гельминтоза. Очень интересная ситуация по психозам. Алкогольные психозы, у аборигенов в целом немного. Удивительный факт. Галлюцинозы на первом месте, делирий в 2,5 раза реже. Но гораздо чаще он рецидивирует и принимает тяжелую констатирующую форму. Вот в психотических образах, при алкогольном делирии и галлюцинозах различные образы медведей, которые применяют, которые имеют значение в религиозных культах. В целом алкоголизм у северомонголоидов это ведущая нозология у мужчин в столом возрасте, которая характеризует высокой летальностью от суицидов, несчастного случая или коморбидной патологии. Это отражает резкую деформацию полувозрастной пирамиды в возрасте 25-40 лет. Клиника и прогноз менее благоприятны у арктических монголоидов. Имеет место трансмиссия аддиктивных, суицидальных и агрессивных проявлений по семейному и трудовому типу. Ну, естественно, что все эти и другие закономерности, были отражены нами в многочисленных публикациях, монографиях и экспедициях, в том числе в рамках Международной ассоциации этнокультуральной психиатрии, который является членом Всемирной психиатрической ассоциации. Мы входим в совет директоров, мы там являемся советниками и так далее. Все это отражает авторитет нашей отечественной науки. Но вот что хотел сказать в заключение. Очень важен мониторинг экологической ситуации. Для эффективного его планирования необходим называемый третий тематический уровень. Он необходим для измерения масштабов, мотивов, причин и механизмов потребления, структуры, модели, динамики потребления в различных этнических группах. Эти данные только часть так называемого регламента этнологической экспертизы для оценки возможных изменений традиционной сферы обитания, демографии, образа жизни и культурных традиций коренных народов при неизбежном индустриальном вмешательстве. Отсюда необходимость новых векторов профилактики, которые отражают современные тренды медицины и немыслимы без поддержки большой многопоколенной семьи коренного этноса, для которого родная земля, земля предков, способна стать мощным жизненным ресурсом в обстоятельствах переходного периода. Ну и в целом такой интердисциплинарный подход, он будет означать и системную ответственность за развертывание масштабных медико-социальных мероприятий, особенно в наше время, которые формируют предпосылки для снижения темпов депопуляции и стабилизации параметров человеческого капитала. В конечном итоге это позволит определить новые границы и возможности пространственного развития восточного региона Сибири, Дальнего Востока с учетом этнического разнообразия, как важнейшее условие пассионарности, это слово сегодня вчера звучало много раз, и уникальности стратегического генофонда будущих поколений страны. Уважаемые коллеги, у нас было 3 большие замечательные даты в Томске. Это 130 лет кафедры психиатрии, ординаторы, из выпуска которого работают здесь 4. За последние 5 лет 4 ординатора в Бурятии сейчас не работают. Вторая дата – это 40 лет нашего института, которая прошла. Третья дата – это 85 лет моему учителю, академику, со дня рождения академику Сергею Телябичу, многие его помнят. Вот это 25 лет журнала «Сибирский вестник» психиатрии и наркологии, который входит в К1.
Вот. И на следующий год исполняется 115 лет психиатрической больницы, которая создана с 1908 года, в одном контексте которого мы работаем. И в качестве анонсирования я скажу, что 18-19 мая в Томске проходит Международный конгресс по биологической психиатрии. Это мероприятие проводится нами раз в 5 лет, и это уже будет 5-й конгресс, вот, на который мы вас, Екатерина, приглашаем, и мы заинтересованы в научной коллаборации с психиатрами и наркологами, психотерапевтами в Бурятии. Спасибо за внимание. Приглашаем для выступления Чайнзонова Евгения Алхмат-Сиреновича, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, директора научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра с докладом на тему «Реконструктивно-пластические операции в комбинированном лечении больных опухолей головы и шеи. Достижения проблемы перспективы». Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я понимаю, насколько вы устали. Наверное, чувство усталости есть и у нас, но у нас есть программы, которые мы должны выполнять и отрабатывать те командировочные, которые потрачены на этот визит. Да. Так. Вы знаете, в этой аудитории, которая не специализирована, нет, наверное, необходимости останавливаться на конкретных цифрах и говорить о тех тенденциях, которые сегодня отмечаются в онкологии. Одним словом, я хочу подчеркнуть, есть тенденция к росту злокачественного образования. И, к большому сожалению, эта тенденция сохраняется и у лиц молодого возраста. Помимо этого, большое количество больных, которых мы диагностируем на распространенной стадии опухолевого процесса, когда она составляет 3-ю или 4-ю стадию. Здесь вот все хорошо показано. Ну а самое главное, вопросы лечения и реабилитации больных со злокачественными образованиями головы и шеи являются сложнейшей и актуальнейшей темой современной медицины. И вот современная концепция, которая свидетельствует о том, что на первом этапе, это касается только опухолей головы и шеи, лучше всего оперировать первичную опухоль, а потом уже проводить другие адъювантные методы лечения. Я вам должен сказать о том, что самое важное значение имеет это интраоперационная оценка краев резекции. Что это значит? Во время оперативного вмешательства, когда удаляется первичная опухоль, обязательно исследование краев резекции, то есть изучение, есть ли по этим краям опухолевые ткани, опухолевые клетки. И вот в обязательном порядке мы должны добиться микроскопически неопределяемых опухолевых клеток по краям резекции. Это важнейшая задача хирургов, которые занимаются, онкологов, которые занимаются этой проблематикой. Вот, может быть, излишне натуралистично я показываю многие фотографии, слайды, которые свидетельствуют о поражении опухолевого процесса. И вот современные требования к хирургическому этапу, они должны быть достижения полной функциональной и анатомических результатов. То есть в обязательном порядке все это нужно восстановить. И тогда результат лечения будет выше, качество лечения будет удовлетворять не только пациента, но и докторов. И вот такие требования, которые мы предъявляем сегодня к реконструктивно-пластическим операциям. Надежность и безопасность методики, низкий процент осложнений, короткий срок госпитализации. Почему? Потому что существуют нормативы пребывания пациента
на койке ее оборот и возможность завершения комбинированного лечения, то есть после выполнения этого оперативного вмешательства мы должны обязательно провести или лучевую, или химиотерапию. Ну вот как раз способы реконструкции, они представлены здесь. Методика, она делится на простые и сложные, а риски на низкие и высокие. Наиболее низким риском, конечно, обладает просто закрытие дефекта окружающими мягкими тканями. А наиболее высоким риском, естественно, обладают вот эти свободные, реваскуляризируемые лоскуты, когда мы сшиваем артерии, вены, нервы. И здесь процент осложнений бывает достаточно большим. Но вот особенности. Большинство пациентов нуждается в внутритивной поддержке. То есть онкологически больной, поступающий в клинику, он бывает порой истощенным, потерявшим достаточно большое количество веса, с низкими показателями, биохимическими показателями крови. Это все требует восстановления, так сказать, этих показателей. Необходимость использования тканей, которые находятся вне зоны облучения. А как правило, пациенты, приезжающие вот в клинику Томского неонкологии, это пациенты, уже пролеченные в региональных онкологических диспансерах. В обязательном порядке этим требованием является индивидуальный подбор методики реконструкции. Какой объем определяется, соматическое состояние пациента. И вот планирование закрытия критических органов в обязательном порядке. Мы должны это делать до начала реконструктивно-пластического этапа, до начала удаления этой опухоли. Ведь порой огромный опухолевый массив заставляет нас оголять сосудистый нервный пучок, оголять основание черепа. Это, безусловно, может сказаться на дальнейшей жизни пациента. И мы должны предусмотреть закрытие вот этих жизненно важных структур. Иные, так сказать, вопросы, которые требуют решения до начала оперативного вмешательства, безусловно, это уже видение, так сказать, самих хирургов, самих лечащих врачей. И вот просто-напросто я хочу вам, уважаемые коллеги, показать, насколько часто поражаются те или иные органы полости рта у больных злокачественными образованиями, которые вот лечатся в условиях специализированной клиники. Наиболее часто это язык, слизистый дна полости рта, альвеолярный отросток верхней или нижней челюсти. Не являются исключением и другие локализации, но они по статистике встречаются несколько реже, вот, чем те локализации, которые я подчеркнул. И вот как раз подтверждением моих слов является то, вот посмотрите, пожалуйста, в абсолютных цифрах и в процентном отношении, насколько часто встречается стадия Т3 и Т4. То есть символом Т определяется тумор, то есть первичная опухоль. И это говорит о том, что все-таки пациенты, поступающие в специализированные клиники, имеют распространенный опухолевый процесс. И это нас обязывает подходить к ним более вдумчиво, строить планы лечения, которые, так сказать, ведут к тому, чтобы качество жизни пациента после возвращения домой, в социальную свою среду, было достаточно высоким. Вот те материалы, которые мы берем для того, чтобы выполнить этот реконструктивно-пластический этап, здесь они перечислены. Кроме свободных реваскуляризированных лоскутов, мы в своей работе опираемся на ротированные лоскуты, которые перемещаются, значит, для закрытия образовавшегося дефекта.
Вот пациент, который поступил в клинику с распространенным опухолевым процессом, это базально-клеточный рак кожи носогубной области, но уже после проведенного лечения, которым проводилась и близкофокусная рентгенотерапия, которым проводилась криодеструкция, и у него возникает рецидив. Вот для того, чтобы выполнить операцию абластично, а затем закрыть этот дефект этим вот перемещенным лоскутом, вот мы выполнили эти этапы оперативного вмешательства и завершающий этап. А сейчас я вам покажу вид этого пациента через 3 месяца. Я думаю, косметический результат вполне удовлетворительный. Есть, конечно, определенные, так сказать, рубцы, отсутствие асимметрии может быть, но это, как говорят, уже терпимо. Терпимо. Да, я думаю, это удовлетворяет и самого пациента, и его окружение. Вот этого пациента я достаточно хорошо помню, из Кемеровской области. Привезла его не выдержал микрофон, устал. Сейчас? Да. Раз. И вот этот пациент приехал к нам по настоянию своей жены, которая, просила его все-таки прооперироваться. Почему? Потому что внимание людей, которые, так сказать, вольно или невольно бросают взгляд на те или иные анатомические дефекты, на то образование, которое он несет на лице, естественно, волновало ее, беспокоило. И вот он решился только тогда, когда его жена ушла из жизни. К сожалению, буквально за, наверное, непродолжительный период времени до операции, за 1,5 месяца, помимо вот этой кавернозной гемангиомы, у пациента возникла базалиома, которая тоже требовала хирургического вмешательства. И вот на этих слайдах, на этих фотографиях видны этапы оперативного вмешательства этого пациента. И не все еще мы довели до конца. Он подъедет к нам, он обещал это сделать, и мы, естественно, косметический этап выполним и уберем, так сказать, оставшиеся участки вот этой кавернозной гемангиомы. Этим я хотел показать о том, что не все можно сделать одномоментно. И стремиться к этому и не надо. Почему? Потому что процент осложнений при одномоментных оперативных вмешательствах может быть достаточно большим. И вот опухоль волосистой части головы пациентки тоже после проведенного лечения в условиях какого-то регионального онкологического диспансера. И здесь мы выполняем оперативное вмешательство и достаточно большой дефект закрываем. И оперативное вмешательство, вот посмотрите, пожалуйста, вполне удовлетворяет пациентку и тот персонал, который занимался этой больной. Волосы? Это брюшина. Вы знаете, это же не специализированная, так сказать, аудитория, поэтому я многие аспекты, которые не требуют, может быть, дополнительного, так сказать, комментария, я опускаю. Здесь, наверное, тоже нет необходимости говорить, но существует классификация дефектов, и, как правило, дефекты по своей сложности, естественно, возрастают в числовом значении. А это пациент с опухолью верхней челюсти, с распространенным опухолевым процессом, который разрушает твердое небо, распространяет вот здесь на компьютерной томограмме вот этот опухолевый процесс хорошо виден. И мы этому пациенту выполнили оперативное вмешательство, резицировали верхнюю челюсть и восстановили лопаточным лоскутом твердое небо. И вполне сегодня вполне удовлетворительный результат
функциональном и косметическом плане. А вот эта пациентка с саркомой верхней челюсти, которая неоднократно оперировалась у нас, здесь мы построили 3 модели и отработали, каким образом будем закрывать образовавшийся дефект. Причем распространенность опухолевого процесса была таковой, что она поражала не только правую, но и левую верхнюю челюсть. Это как раз достаточно сложный момент в нашей практике. Но посмотрите, пожалуйста, мы отработали настолько качественно, что пациентка вот так выглядит после ряда реконструктивно-пластических операций. А здесь просто показано, как мы готовились, как мы моделировали вот этот лопаточный лоскут, который, так сказать, закрыл этот большой дефект в области правой и левой верхней челюсти. Я говорил о том, что наиболее часто поражается язык, и вот оперативные вмешательства при раке языка, они заключаются в половинном удалении опухоли или же в полном удалении опухоли буквально до его основания. И вот разные методы восстановления анатомической полноценности этого языка, они представлены вот за счет на этом слайде. Это может быть и субментальный лоскут, это могут лоскуты быть с передней поверхности шеи и, так сказать, не только перемещенные, но и свободные лоскуты. Здесь при полном удалении языка это может быть пекторальный лоскут, это может быть переднеберцовый, торакодорсальные лоскуты, которые позволяют восстановить анатомическую целостность органа. И вот здесь, на этих слайдах, я демонстрирую те или иные варианты восстановления целостности языка. Вот такие сложные оперативные вмешательства, которые позволяют выполнить восстановление после половинного удаления языка. Естественно, после того, как мы восстанавливаем анатомическую целостность, функциональную его принадлежность, в этой ситуации надо заниматься и речевой реабилитацией, с тем, чтобы пациент мог свободно говорить, чтобы, так сказать, не было асимметрии мышц губ и щек, чтобы не было снижения темпа речи. Вот это все задача наших логопедов, которые занимаются этими пациентами. Просто здесь в сравнительном аспекте представлены, что дает ротированные лоскуты и что дают свободные лоскуты. Вот, пожалуйста, полное удаление языка, восстановление ротированным лоскутом и восстановление свободным кожно-мышечным лоскутом. Это как раз длительное оперативное вмешательство с использованием микрохирургической техники. Но я вам должен сказать о том, что функциональные результаты при ротированных лоскутах и свободных кожно-мышечных лоскутов, они примерно одинаковые. Но продолжительность оперативных вмешательств свободными лоскутами значительно длиннее. И вот смотрите, для того, чтобы вот этот восстановленный язык работал нормально, мы разработали сейчас функционализированные лоскуты, когда подшиваем нервы и восстанавливаем иннервацию этого. Был получен патент на изобретение. Вот, пожалуйста, больной пользуется этим функционализированным, восстановленным языком свободно, ну, может быть, не настолько свободно, как мы хотели бы, но во всяком случае это работающий орган у пациента. Устранение дефектов нижней челюсти тоже сложная проблема, трудная проблема. Она требует, так сказать, восстановления
костных дефектов, сложной конфигурации. И в этой ситуации я не буду останавливаться на тонкостях этого дела, но должен вам сказать о том, что на сегодняшний день мы разработали классификацию этих дефектов. Она разработана моим учеником, который получил докторскую степень. И вот на этих фотографиях показываем пациентку, у которой третьей степени сложности, когда поражается слизистая полость рта, когда поражается нижняя челюсть, когда поражается кожа в области нижней трети лица. И вот здесь показана фотография этой пациентки после выполнения радикального оперативного вмешательства. Естественно, этот огромный дефект, который образовался, мы должны закрыть. И вот это закрытие осуществляется кожно-костно-мышечным, химерным, малоперцовым лоскутом. Здесь работают две бригады. Одна бригада работает на первичной опухоли, а вторая бригада в это время добывает вот этот кожно-костно-мышечный лоскут, бригада микрохирургов. И они в последующем восстанавливают целостность нижней челюсти и целостность мягких тканей в этой зоне. Вот так выглядит пациентка по прошествии 3 месяцев. Вполне удовлетворительный результат, но, к большому сожалению, вот этот распространенный опухолевый процесс рецидивировал через 6 или 7 месяцев, и мы пациентке уже не могли оказать полноценную, наверное, медицинскую помощь. Дело в том, что, восстановив нижнюю челюсть, надо думать о том, что необходимо и дентальную имплантацию делать. Дентальная реабилитация – это важный аспект для улучшения качества жизни пациентов. И вот мы показываем на этих фотографиях восстановленную нижнюю челюсть. Место слизистое – это кожный покров. И вот с течением времени мы восстановили ему зубной ряд, и пациент полностью был реабилитирован. Естественно, надо анализировать результаты, какие бывают, так сказать, достижения функциональной, косметической реабилитации. При первой степени наиболее высокие мы результаты получаем, а при третьей степени результаты эти, к сожалению, превышают лишь 70%. Послеоперационное осложнение, естественно, не бывает. И я всегда сомневаюсь, когда выходят на трибуну многие авторы, коллеги мои говорят о том, что у нас процент осложнений очень низкий, значит, выживаемость высокая. И вы знаете, рецидивов не бывает. Это, наверное, или плохой статистический анализ, ну или, так сказать, они немножко, как говорят, лукавят. И вот я хотел представить 3-летнюю общую выживаемость на примере рака языка. Она составляет порядка 43,5%. А с учетом того, что это 3-я и 4-я стадия опухолевого процесса, я думаю, результаты вполне сопоставимые с мировыми данными. Есть, конечно, проблемы. Это при операциях на челюсто-лицевой области, что мы оказываем больному дополнительную операционную травму. Существует многоэтапность оперативного вмешательства и невозможность выполнения подобных оперативных вмешательств с коморбидными патологиями, которые, так сказать, поступают к нам в стационар. И вот в качестве примера хотели представить фотографию мужчины, молодой мужчина, который, так сказать, приехал к нам, и мы выполняли ему ряд оперативных вмешательств, многоэтапных. Вот эти новые технологии, которые, так сказать, сегодня практикуются в медицине, они дошли до геонтологической практики. И вот реконструктивно-пластические операции с использованием 3D-технологии
и индивидуальных имплантов. И вот индивидуальные импланты находят все большее применение в практике, в онкологической практике. Что это дает? Это дает уменьшение травматичности и длительности реконструктивно-пластических этапов, получение максимального косметического и функционального результата, снижение затрат на реконструктивный этап лечения и возможность выполнения повторных реконструкций тогда, когда отторгается тот или иной имплант. Вот, пожалуйста, вы сами прекрасно понимаете, насколько сложную конфигурацию имеет нижняя челюсть. И вот для того, чтобы восстановить ее, не только, так сказать, целостность ее, необходимо восстановить и по толщине, и по высоте. И вот малоберцовая кость, которая используется для восстановления целостности нижней челюсти, вот таким образом может быть с помощью шаблонов подготовлена к реконструктивно-пластическому этапу. А вот индивидуальные, так сказать, импланты, которые с помощью титановых пластин мы используем. И вот необходимо создать такую конструкцию, которая бы полностью повторяла конфигурацию нижней челюсти. Вот, пожалуйста, этап оперативного вмешательства пациента, у которого поражена была нижняя челюсть, альвеолярный отросток, опухолевый процесс распространялся и на подчелюстную область. И вот после оперативного вмешательства мы демонстрируем вам компьютерные томограммы, где показана вот, восстановленная нижняя челюсть. Это еще ряд фотографий пациентов, которые вот приезжают с выраженной деформацией, с кожными рубцами, втяжениями, пациентов, которые подвергаются оперативному вмешательству, но без восстановления одномоментно его структуры. Видите, огромный дефект в области твердого неба, распространяющийся до верхней челюсти. Вот, так сказать, модель, виртуальное моделирование мы проводим с тем, чтобы понять, каким образом нам нужно сделать, восстановить нижнюю челюсть, височно-челюстной сустав восстановить, чтобы пациент мог пользоваться этим имплантом полностью и в полном объеме. Вот это моделирование костных блоков. Посмотрите, пожалуйста, сейчас вот здесь будет показано, как пациент пользуется вот этой восстановленной нижней челюстью. Мы ему подготовили височно-челюстной сустав, и вот он полностью пользуется, открывает, закрывает, говорит, глотает, произносит речь, то есть полное восстановление функции утраченного органа. Первая операция не была. Ну, мне трудно сказать, может быть, и у нас даже, для того, чтобы никого не обидеть. Да. Вы знаете, не сразу удается выполнить одномоментное оперативное вмешательство. Почему? Потому что больной ослаблен раз, необходимо выполнить первый этап, то есть избавить больного от опухолевого процесса, а если не будет рецидива, то по прошествии 6-12 месяцев мы по таким больным выполняем в отсроченном варианте оперативное вмешательство. Но это, то есть все то, что сейчас новое предлагают нам материаловеды, химики, мы внедряем свою практику. И вот биоразлагаемая полимерная композиция сегодня внедряется в практику клиники опухолей головы и шеи, и биологически резервируемые, так сказать, материалы используются в повседневной практике. Вот керамический имплант, который мы используем в своей практике, вот он подготовленный уже, так сказать, скулоорбитальная область. Сейчас я вам покажу.
изготовления, так сказать, спекания, и вот подготовлены уже импланты. Естественно, все начинается с компьютерной томографии, определения дефекта, его, так сказать, подготовки, ликерное литье готовится. А вот эта пациентка, она как раз из Республики Бурятия, со стагенной саркомой, прошла порядка 8 курсов предоперационной химиотерапии, выполнили мы ей оперативное вмешательство. Вот возникли в последующем вот такие дефекты косметического порядка. И в последующем мы ее подготовили такие импланты скулоорбитального комплекса из биоактивной, так сказать, керамики. И вот выполнив это данные компьютерной томографии, после выполнения оперативного вмешательства мы восстановили нижнеорбитальную стенку, переднюю стенку верхней челюсти. И вот так выглядит эта пациентка после уже реконструктивно-пластического этапа. Вполне, я думаю, удовлетворительный результат. Вот такие пациенты приезжают, ну пусть и после наших оперативных вмешательств, когда отсутствует, так сказать, верхняя челюсть, когда мягкие ткани отсутствуют, возникают вот такие большие дефекты, сложные дефекты. И мы выполняем этим пациентам после индивидуального подбора импланта из биокерамики вот подобное оперативное вмешательство. Пожалуйста, посмотрите. Здесь в обязательном порядке мы делаем гиперкоррекции, то есть несколько нарушается симметрия правой и левой половины лица. Но в этой ситуации они с течением времени, это мы умышленно делаем, потому что по прошествии времени мягкие ткани, они уменьшаются в размерах. И чтобы не было, так сказать, нарушения симметричности, вот делается подобным образом. Новые, так сказать, импланты в нашей практике. Ну и в заключение я хотел, уважаемые коллеги, сказать о том, что, безусловно, все то, что я продемонстрировал, направлено на то, чтобы качество жизни наших пациентов было не просто удовлетворительным, а хорошим, чтобы они после выписки из стационара чувствовали себя такими же людьми, востребованными, нужными в социальной среде, в трудовом коллективе, и чтобы не шарахались от них ближайшее даже окружение. И это важно, чтобы, так сказать, наши доктора помнили своей повседневной практике. Вот каковы же все-таки перспективы, я об этом начинал говорить. Разработка функционализированной реконструкции должна быть. Внедрение нового класса имплантов. Мы, естественно, должны внедрить в нашу практику тканевую инженерию. И надо сегодня шире внедрять практику онкологов, специалистов в области опухоли головы и шеи, роботы и эндоскопическую технику, чтобы объем травмы был минимизирован. И разработка персонализированной реконструктивной стратегии с использованием молекулярно-генетических факторов онкологического прогноза должна быть в практике врача-онколога, специалиста опухолей головы и шеи. Я вас благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Слово для выступления предоставляется Жданову Вадиму Вадимовичу, член-корреспонденту Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, директору научно-исследовательского института фармакологии и регенеративной медицины Гольберга Томского национального исследовательского медицинского центра. Глубоко уважаемые коллеги, я, в отличие от коллег, членов нашей Томской академической группы, первый раз в вашем замечательном городе, вообще первый раз, ну и, соответственно,
наш институт также в меньшей степени знаком для этой аудитории по сравнению с институтами, представители которых выступали передо мной. Поэтому у меня такая презентация ознакомительного характера, информация о направлениях исследований, которые проводятся в нашем институте, о его возможностях. Я постараюсь побыстрее ее до вас довести. Значит, институт наш был организован в 1984 году в качестве филиала Института фармакологии имени Заксова, Московского института фармакологии. После ряда преобразований организационных и подведомственных и так далее, мы вошли в состав Томского национального исследовательского медицинского центра, структурным подразделением которого сейчас являемся. Первый директор наш Евгений Данилович Гольдберг, он основатель института, его имя носит сейчас наш институт. С 2008 года по 2016 институтом руководил академик Декай Александр Михайлович, который в настоящее время является научным руководителем. И он заложил основы тех научных направлений, которые сейчас, исследования по которым выполняются у нас. Значит, институт представлен экспериментальным отделом, клиникой на 35 коек, которая расположена в здании онкологической клиники, то есть с институтом онкологии одно из зданий института онкологии. И из 9 экспериментальных лабораторий, плюс еще отдел экспериментальных биологических моделей. Значит, основными фундаментальными направлениями наших исследований являются изыскание и изучение новых фармакологически активных веществ природного и синтетического происхождения, полученных с использованием различных технологий, также изучение механизмов и закономерностей функционирования стволовых прогениторных клеток и разработка лекарственных средств, направленных на модификацию активности этих клеток, но и также изучение механизмов закономерности развития дисрегуляторных заболеваний и изыскание, изучение механизмов действия лекарственных средств для терапии таких болезней. Прикладные исследования направлены на проведение клинических исследований всех фаз, без исключения новых лекарственных средств, как и воспроизведенных. Ну и также мы исследуем, сейчас, правда, все реже и реже биологически активные добавки, некоторые методы профилактики, диагностики заболеваний и испытания некоторых медицинских приборов. В результате, на базе нашего института, в результате развития деятельности в этом направлении прикладном, сформированы 2 центра испытательных. Это испытательный центр клинических исследований и центр клинических исследований. Ну, в Томске вообще и в нашем институте были предпосылки серьезные для того, чтобы такие центры организовать. Самое главное, что у нас единственный в России многопрофильный институт фармакологии. Мы проводим исследования по 55 видам специфической активности, то есть практически по всем, кроме противоинфекционных. Значит, имеем опыт проведения исследований в соответствии с международными требованиями надлежащей лабораторной практики. У нас разработано огромное количество документов, которые описывают отдельные этапы проведения исследований в соответствии с этой системой и требуются для того, чтобы результаты исследований были легитимными для регистрирующих органов, как отечественных, так и даже зарубежных.
Значит, у нас всего 156 работников, из них один академик, 2 члена-корреспондента, 3 профессора, ранг, 24 доктора наук, 30 кандидатов. Ну вот, если говорить об основных направлениях исследований, по которым мы работаем, фундаментальных, то тема экспериментального изучения роли стволовых и прогениторных клеток в развитии патологических процессов, разработка лекарственных препаратов для регенеративной медицины, о которой я говорил, она была сформирована благодаря тому, что в нашем институте традиционной темой исследований много лет являлась экспериментальная гематология. Ну вот в рамках этой темы по регенеративной медицине сформулирована была фармакологическая стратегия регенеративной медицины. Заключается в том ее смысл, что мы не занимаемся клеточными технологиями. Мы не занимаемся эксплантацией клеток, манипуляциями с клетками в культуре, с дальнейшей трансплантацией и так далее. У нас в плане регенеративной медицины используется фармакологический подход. То есть мы ищем или разрабатываем вещества, которые воздействуют на прогениторные клетки, и за счет стимуляции, фармакологической стимуляции прогениторных клеток, мы стараемся достичь ускорения восстановления поврежденных органов, тканей и так далее. У нас существует несколько веществ, 6 прототипов лекарственных средств в этом направлении разработаны. Направление новое относительно, поэтому до регистрации ни одно пока не доведено. Также в рамках этой темы по регенеративной медицине исследуются лекарственные средства для охраны репродуктивного здоровья. Значит, здесь разрабатываются и изучаются средства для лечения мужского бесплодия, заболеваний предстательной железы, женского бесплодия. Также в рамках этой темы одна из лабораторий ведет активные исследования по разработке новых клеточных технологий и бесклеточных технологий диагностики и прогнозирования развития заболеваний, прогнозирования их исходов и прогнозирования эффективности лечения распространенных социально значимых заболеваний, технологий, которые основаны на использовании прогениторных клеток, их характеристик. Но вот вторая наша основная тема фундаментальная — это поиск и разработка новых лекарственных средств природного синтетического происхождения, которые мы разрабатываем обычно в сотрудничестве с профильными учреждениями, поскольку при разработке современных лекарств используются совершенно разные технологии. Это и направленный синтез, и генная инженерия с биотехнологиями, и выделение веществ из субстанций природного происхождения. Все мы сами, естественно, охватить не можем, да и смысла в этом нет. Все равно мы сделаем это хуже, чем специалисты в соответствующих областях. Вот поэтому тут большое значение имеет наше сотрудничество с разными организациями. Конкретно в рамках этой темы разрабатываются средства для лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В частности, одна из лабораторий наших специализируется на изучении механизмов действия средств, обладающих гематологической активностью, которые применяются с целью улучшения микроциркуляции и микроваскуляризации ишемизированных тканей. Затем также в рамках этой темы исследуются вещества для
использования в комплексной терапии злокачественных опухолей. Здесь речь идет преимущественно о веществах природного происхождения. И здесь есть примеры достаточно продвинутых стадий внедрения веществ. Значит, изучаются и разрабатываются иммунотропные, вернее, при разработке вот этих веществ природного происхождения для использования в онкологии исследуются тонкие механизмы действия таких средств, которые обычно принято относить к лекарствам современным, которые применяются в тяжелых случаях при лечении запущенной онкологии, и которые относятся, безусловно, к самым высоким технологиям медицинским, но вот у нас используются такие подходы с определением мишеней действия для средств природного происхождения. В частности, недавно было показано, что отдельные полисахариды из распространенной мать-мачехи оказывается способны блокировать передачу сигналов в системе контрольной, в системе оси контрольных точек PD1, PDL1. То есть вот они осуществляют свое антиметастатическое действие благодаря использованию вот такого механизма, который недавно открыт был. Также в рамках этой темы исследуются иммунотропные вещества, но вот здесь представлены серии экспериментов, в которых участвовали тоже вещества природного происхождения. В частности, показано, что гуминовые кислоты и полисахариды из ряски, из сессурии обладают выраженным провоспалительным действием, то есть сейчас прорабатывается возможность их использования для создания на их основе лекарств, которые бы могли применять в случаях различных иммунодефицитов. Ну вот дальше еще в рамках этой же темы проводится изыскание изучения механизмов действия средств природного происхождения, обладающих церебропротекторной анксиолитической активностью. Этой же темы я имею в виду, это тоже цикл работы, относящийся к фитофармакологии. Разрабатываются как препараты на основе сырья получаемого из клеточных культур лекарственных растений. Это такая технология новая достаточно. И исследуются их тонкие механизмы действия с использованием новых методов. Так вот тут реактор представлен, и реактор для культивирования клеток. Это вот такой полупромышленный реактор, позволяющий получать вещества в достаточно большом количестве. Ну, тут представлены результаты исследований, которые используют инструменты, такие достаточно продвинутые, можно сказать. Впервые в мире было показано с помощью оборудования для регистрации ультразвуковых сигналов, издаваемых животными экспериментально. Все, о чем я рассказываю, все эти эксперименты выполняются на экспериментальных животных. Эксперименты. Вот. Так вот, крысы, мыши, они не только пищат, то, что мы слышим, это примерно 15% или 10% тех звуков, которые не издают. Большая часть звуков издается в ультразвуковом диапазоне. Существуют специальные приборы, очень тонкие. И с использованием этих приборов было показано, что
использование вот этих звуковых сигналов может давать нам очень точную информацию о действии тех или иных лекарственных средств в эксперименте. Так, ну, мы разрабатываем также целый ряд средств, которые создаются в сотрудничестве с некоторыми компаниями, занимающимися генной инженерией и биотехнологиями. Значит, здесь вот представлены на разных стадиях разработки средства есть и внедренный в медицинскую практику тромбовазин. Значит, есть средства, которые прошли клинические исследования, но и большое количество таких веществ, которые находятся на стадии доклинических исследований. Тема под названием «Адаптивно-типическая детерминанта вариабельности фармакокинетики и фармакодинамики регенеративного потенциала лекарственных средств в базисной терапии дисрегуляторных заболеваний». Она такая комплексная, у нас включает как фундаментальные исследования в эксперименте, так и клинические исследования. Ну и, соответственно, результаты, которые мы имеем при этом в области фундаментальных исследований. Это результаты, посвященные изучению, результаты, полученные при изучении биотрансформации лекарственных средств в организме, большой цикл исследований у нас, но и прикладные исследования, опять же, проводятся клинические и клинические, в рамках разработки вот таких лекарств. Используются при этом различные аналитические инструменты. Ну, вот здесь показаны приборы, которые мы применяем для исследования фармакокинетики новых лекарственных средств или тех средств, которые используются, например, в качестве препаратов сравнения. Фармакокинетика – это один из разделов фармакологии, то есть фармакодинамика – это раздел фармакологии, который изучает изменения организма под действием лекарства, тех изменений, которые происходят в организме. А фармакокинетика, наоборот, это те изменения лекарства, которые происходят под действием организма. Тоже все изменяется при его введении. Но вот клинические исследования, которые у нас проводятся на протяжении практически всей истории существования клиники, за 20 лет выполнено более 100 клинических исследований. В последнее время преимущественно это исследования, которые посвящены изучению дженериков. Мы с вами знаем, слышим, что в нынешней ситуации создание воспроизведенных лекарственных средств отечественные и не только отечественные фармкомпании предпочитают созданию или, по крайней мере, внедрению в производство оригинальных лекарственных препаратов, потому что воспроизведенные средства гораздо проще и дешевле создавать, быстрее. И для нашей страны это имеет сейчас очень большое значение. Разработка воспроизведенных средств таким образом способствует сохранению или достижению лекарственной безопасности, к которой мы так стремимся. Но вот эти исследования выполняются в соответствии, строго в соответствии с системой GCP. Постоянно у нас и по GCP, и по GLP проводятся аккредитации, которые подтверждают уровень проводимых исследований. Так, вот это еще слайд, который показывает основу наших экспериментальных исследований, доклинических исследований. Это отдел экспериментальных биологических моделей. Значит, основная деятельность его направлена на обеспечение высококачественными животными наших лабораторий, наших подразделений. Значит, в рамках этого отдела у нас функционирует питомник лабораторных грызунов и виварии, несколько вивариев отдельно для содержания грызунов и для содержания кроликов.
кролики это не совсем грызуны, это называется логоморфы. Они в доклинических исследованиях сейчас их использование приравнивается приближается к применению крупных лабораторных животных. То есть в большинстве случаев можно не использовать собак, свиней, тем более обезьян. Хотя иногда это обязательно требуется. Вот. Разработанные нами за последние годы лекарственные препараты, я не буду на них останавливаться. Наше сотрудничество. Значит, разработка лекарственного средства происходит в несколько этапов. На этапе НИР мы взаимодействуем с большим количеством, прежде всего, НИИ различного профиля. На этапе доклинических исследований здесь на первый план выходят вузы и тоже некоторые институты, но уже такого биологического профиля. На этапе клинических исследований понятно, что прежде всего это организация, располагающая клинической базой, здесь и клиники вузов, и муниципальные лечебные учреждения. И мы на каждом из этих этапов тесно взаимодействуем с другими структурными подразделениями Томского национального исследовательского медицинского центра. Но на завершающем этапе внедрения производства это, конечно, фармкомпания. Так, ну здесь представлены другие направления взаимодействия нашего внутри Томского НИНЦ. То есть это кроме непосредственно проведения совместных исследований, разработка различных программ, совместная разработка заявок на гранты, совместное выполнение договоров, ну и так далее. Благодарю за внимание. На этом наша научно-образовательная часть закончена. И для заключительного слова на сцену приглашается ректор Бурятского государственного университета имени Даржи-Банзарова Алдар Валерьевич Дамдинов. Уже, наверное, добрый вечер, уважаемые коллеги. Давайте просто поаплодируем, наверное, всем нашим сегодня ректорам. Большая благодарность. Евгений Сергеевич, лично вам за то, что вы собрали такую команду, привезли. Понимаем, что вот 3 дня работы академиков в Бурятии, это, не знаю, наверное, как нужно представить, чтобы оторвать, да? Но я думаю, что кому-то из представителей, давайте, Мария Николаевна, несколько слов вам. Министру здравоохранения Республики Бурятия невозможно отказать, у нас бывших не бывает, и зампред правительства тем более. Спасибо, Алдар Валерьевич. Дорогие наши томские учителя, гости, наши единоверцы в медицине. Но на самом деле мы услышали выдающиеся доклады. Согласны, друзья? Выдающиеся. Причем, конечно, это большое разнообразие. Это целый набор важнейших медицинских специальностей. Это люди, которые возглавляют целые институты, научные школы. И сегодня они в самой доступной, понятной форме донесли все, что накопили за эти годы в Томске, в своих институтах. Спасибо вам огромное. При этом, конечно, отмечается огромный опыт именно чтения лекций. Я не знаю, вот эти 3 часа, мне кажется, пролетели как полчаса. Правда? Вот. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли вместе с нашим выдающимся земляком приехать сюда, уделить время, свое здоровье. Это 3 дня, но никогда такого не было. Случай беспрецедентный. Правильно? Спасибо вам огромное, здоровья вам большого. И мы, конечно, хотели быть интересными партнерами по совместной работе. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что с ответным словом Евгений Сергеевич Штрафов, это не я, Сергей Валентинович. Прямо с места можем вот так. Дорогие коллеги,
перед своим выступлением я сказал, что мне очень приятно видеть все родные лица. Я лишь могу сказать о том, что присоединитесь, коллеги, пожалуйста. Если хотя бы толика из того, что мы рассказали, найдет место в ваших сердцах и умах, мы будем счастливы. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, еще раз ждем в любое время в гости. Я очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение, которое мы подписали с Брянским госуниверситетом, с толстомичами со всеми, это даст возможность, Валерий Павлович, в будущем выстраивать взаимоотношения в любое время. У нас Байкал в любое время года хорош. Правильно, да? И зимой, и летом, осенью, и весной. Поэтому в любое время приглашаем. И я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Давайте еще раз поаплодируем.